с которой живут с ними бок о бок, чрезвычайно важная вещь и, на мой взгляд, может быть очень эффективной. В уходящем году в повестке Совета его постоянных комиссий и рабочих групп были актуальные для граждан и общества вопросы. Продолжалась практика проведения выездных заседаний. У Совета сейчас новый председатель Валерий Александрович Фадеев. Прошел естественный процесс ротации. Михаил Александрович Федотов занимал этот пост дольше других председателей 9 лет и внес, я хочу это подчеркнуть, большой вклад в совершенствование работы Совета. Она продолжается. СПЧ стал для общества и средств массовой информации уже привычной аббревиатурой, но в названии нашего Совета, как и в его деятельности, есть еще одно не менее важное направление – это развитие гражданского общества. Считаю, что оно сейчас требует особого внимания и дополнительных усилий всего Совета. Рассчитываю, что и Валерий Александрович сделает для этого все необходимое и в организационном, и в содержательном плане, в том числе опираясь здесь на лучшие практики Общественной палаты. Уважаемые коллеги, 3 последних года ко Дню прав человека у нас было приурочено вручение государственных премий за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. Она имеет огромное значение для нашего общества, страны и для граждан. В связи с этим мною принято решение приравнять статус госпремий в этих сферах к государственным премиям за вклад в развитие науки, техники, литературы, искусства, за достижения в области гуманитарной деятельности. Это касается и размера премии, и самой процедуры награждения. Сегодня опубликован указ о присуждении премии 2019 года в области правозащитной деятельности. Лауреатом стала одна из самых опытных членов нашего Совета Мария Артемовна Большакова. Она 18 лет является лидером общероссийской организации «Союз семей военнослужащих России» и вместе с единомышленниками всемирно поддерживает родственников военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Я от всей души поздравляю вас. Спасибо вам большое. За достижение в благотворительной деятельности премия присуждена Константину Юрьевичу Хабенскому. Фонд, который он учредил, помогает детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга, участвует в работе по повышению квалификации врачей, поставкам оборудования в клиник и так далее. Знаки лауреатов будут вручены 12 июня. В работе Совета необходимо грамотно задействовать и все полномочия, все механизмы, которыми он обладает, в полной мере использовать потенциал постоянных комиссий, их в Совете 20, в том числе по развитию НКО, по социальным, экологическим, экономическим, культурным правам, по гражданским свободам и гражданской активности. Кстати, хотел бы обратить внимание и на то, что происходит в сфере спорта, тоже хотел бы попросить о вашей поддержке. Коллеги, работу Совета, комиссии надо сделать, безусловно, предельно открытой, поддерживать широкие контакты со средствами массовой информации. Люди, безусловно, должны знать, чем занимается наш Совет, какие вопросы поднимает, как взаимодействует с органами власти, со структурами гражданского общества и, что важно, каких результатов удается добиться. Считаю, что нужно более активно сотрудничать с Общественной палатой России, с федеральными и региональными уполномоченными по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей. Объединение усилий, особенно по вопросам, которые остро ставят сами люди, поможет, мне кажется, ускорить их решение. Мы обязаны сделать все необходимое, чтобы граждане доверяли институтам, которые специально созданы для эффективного отстаивания их прав и развития гражданского общества. Благодарю вас за внимание. Это все, что я хотел бы сказать в начале, и передаю слово Валерию Александровичу Фадееву. Пожалуйста, Валерий Александрович. Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемые участники заседания, процессы, происходящие в гражданском обществе, сегодня эпицентр развития общественно-политической системы страны. Возможно, нам так кажется, потому что мы сами
общественные активисты. Но есть и объективные данные, приведу лишь некоторые аспекты развития гражданского общества. Добровольчество. В этой сфере настоящий бум. Вы, Владимир Владимирович, могли в этом убедиться только что на форуме «Доброволец» в Сочи. В 2013 году всего 3% россиян причисляли себя к волонтерам, а сегодня уже 15 миллионов человек являются волонтерами. Огромный скачок очевиден. Можно сравнить масштабы добровольчества с другими странами. Во Франции 19% участвовали в волонтерских акциях, в Японии 26%, в Германии каждый третий считает себя волонтером. Наши цифры несколько ниже, но надо помнить, что волонтерское движение в той же Европе развивается с XIX века, а мы фактически только начали. Общественное наблюдение на выборах. Этот институт был введен к президентским выборам прошлого года. Тогда за очень короткий срок было подготовлено, и Общественная палата подготовила, и СПЧ в этом участвовал, 150 тысяч наблюдателей. Выборы прошли чисто и легитимно, и общественное наблюдение сыграло здесь свою позитивную роль. Заметьте, что это действительно волонтеры, и они не получают никакого вознаграждения от своей работы на выборах, в отличие, например, от наблюдателей от политических партий. Те обычно получают небольшие гонорары. Институт общественного наблюдения расширен на другие выборы. И сегодня эта практика принята во многих регионах. В этом году на региональных выборах работало 40 тысяч наблюдателей, общественных наблюдателей. Программа развития паллиативной помощи. В этом году принят соответствующий закон. Это пример продуктивного взаимодействия некоммерческого сектора и государства. Мы, Владимир Владимирович, посещали в январе перед Рождеством детский хоспис в Петербурге в этом году. Это первый в стране детский хоспис, организованный отцом Александром Ткаченко. И опыт был за годы наработан НКО, и этот опыт принят государством, и закон разрабатывали вместе НКО и государственные структуры. Социально ориентированные НКО. Эта задача долго буксовала, у чиновников не было доверия некоммерческим организациям. Но дело сдвинулось. В 2018 году социально ориентированные НКО оказали услуги 22 миллионам человек. В этом году цифра будет еще больше. В этой работе задействовано 4400 организаций. Есть трудности. В первую очередь, это необоснованно низкие тарифы. Денежные компенсации не предусматривают административные расходы, нередки задержки с оплатой со стороны соответствующих госорганов. Отчетность НКО по оказанию соцуслуг сложнее и затратнее, чем для бюджетных организаций. И вообще тема администрирования НКО очень актуальна. Светлана Геннадьевна Маковецкая подготовила специальный доклад на эту тему. Как снять лишнюю нагрузку, лишнюю административную нагрузку с НКО. У нас есть конкретные предложения по этой проблеме. Фонд президентских грантов, он оказывает огромное влияние на развитие некоммерческого сектора. В этом году фонд распределяет по конкурсу 8 миллиардов рублей. 1644 организации из 84 регионов стали победителями. Самые популярные направления – здоровье граждан, пропаганда здорового образа жизни, культура, искусство, сохранение исторической памяти. Общественный контроль. Одна из самых распространенных форм общественного контроля – общественные слушания. Они проходят повсеместно. По закону на местах нельзя принимать сколько-нибудь значимый проект без общественных слушаний, хотя они и носят рекомендательный характер. Есть у нас такая юридическая услуга – общественные слушания под ключ. Организаторы за вознаграждение берутся получить наперед заданный результат. И ясно, что такие слушания – профанация. Они вызывают только раздражение и протесты у людей. Далеко не всегда, к сожалению, чиновники хотят обсуждать проекты с гражданами и навязывают уже принятые решения, исходя из того, что они заведомо умнее и компетентнее. Если сталкиваются с сопротивлением, с отстаиванием другого мнения, говорят, это смутьяны, они мешают работать. Напряжение растет, дискуссия, которая могла бы оставаться абсолютно прагматичной, перерастает в политический протест. На этом поле действуют разные силы, разные игроки. Набегает на конфликтную ситуацию. Чиновники говорят, вот видите, мы же предупреждали, смутьяны. И мы видели в этом году такое разрастание конфликта в Екатеринбурге по поводу строительства храма, в Архангельской области в связи с предполагаемым строительством мусорного полигона. Конечно, иногда трудно найти компромисс. И наши коллеги-активисты бывают несговорчивы. С ними бывает трудно вести диалог. Но надо разговаривать, надо в любом случае искать решение, искать компромисс.
При этом надо сказать, что по опросам гражданских активистов в отношениях общества и власти превалирует конструктивное взаимодействие. Так считает 59% опрошенных. 15% расценивают такие отношения как конфликтные. Как здесь двигаться? Одно из направлений мы с коллегами называем «от контроля к участию». Отменять, конечно, собственно, общественный контроль в его многочисленных формах не надо, но наилучшая форма контроля – это участие в принятии решений. Как только возникает идея проекта, потенциально резонансного, необходимо вовлекать в работу общественников еще на предпроектном этапе. Нужна совместная проработка общественностью и чиновниками сложных, тем более спорных вопросов. Совместная работа будет повышать уровень доверия между обществом и властью, и заодно будет обеспечен контроль. Такие примеры есть, их пока немного, но есть. В основном в работе по благоустройству городов. Эту практику надо развивать, и, как мне представляется, здесь надо опираться на региональные общественные палаты. Они уже много где завоевали авторитет. Протестные акции. За 17-18 годы, за текущий год статистики полной еще нет, в России прошло 2526 протестных акций. Какого рода это акции? По поводу чего протестуют граждане? Более чем в 7% случаев это экологические проблемы. Особенно острая тема – так называемая мусорная реформа. По нашим наблюдениям, социальное напряжение по этой проблеме есть в 50 регионах страны. Еще 7% обманутые дольщики, но здесь активность снижается, поскольку проблема обманутых дольщиков решается. 6% рост тарифов ЖКХ, так называемая оптимизация социальной сферы. 5% трудовые протесты. Порядка 16% протестов имеют политический характер. В этом году наиболее резонансные политические акции проходили в Москве в июле-августе. Несогласованное шествие 27 июля привело к массовым беспорядкам. Были случаи применения насилия в отношении представителей органов правопорядка. Заведены уголовные дела, некоторые участники акций уже осуждены. Совет внимательно следит за ходом этого дела. Совет исходит из гуманных соображений при оценке действий фигурантов уголовных дел. Для нас важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному. Брошенный в сторону полиции пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку. В пятницу 6 декабря прошли судебные заседания по нескольким делам. И, как представляется, своими приговорами суд проявил такую соразмерность. Хотя должен сказать, что у членов Совета есть и другие мнения. Советом подготовлен специальный доклад о развитии культуры поиска компромиссов в таких ситуациях. Николай Карлович Сванидзе сделает доклад на эту тему. Международная деятельность. Народная дипломатия иногда эффективнее государственной. Общественные активисты не обременены политическим грузом. Сегодня проходит на площадке Общественной палаты международная конференция «От неравенства к справедливости». Участвуют представители 43 стран. Хотя мы готовили эту конференцию не так долго, всего несколько месяцев. Интерес огромный. Россию воспринимают как страну, которая может дать новые ориентиры для всего мира. В следующем году Россия председательствует в БРИКС. Если вы, Владимир Владимирович, одобрите, мы организуем гражданское сопровождение нашего председательства в БРИКС. Владимир Владимирович, члены Совета подготовили целый ряд докладов. Тем много о реформировании судебной системы, о защите прав соотечественников за рубежом, об администрировании НКО, о психоневрологической помощи, важнейший вопрос сегодня. По экологической тематике доклады и короткие записки по этим другим темам будут вам представлены. Доклад закончен. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я предлагаю сделать так, как мы обычно это делаем. То есть сейчас выступят коллеги, которые, вот здесь вот мне Сергей Владимирович и Валерий Александрович, так понимаю, предложили список выступающих, а потом, как обычно, у нас заведено в свободном режиме, каждый выскажется по той теме, которую считает наиболее актуальной. Пожалуйста, Генрий Маркович Резник. Резник Генрий Маркович, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Начну с хорошего. 2 года назад Уголовно-процессуальный кодекс пополнился поправками, важными и полезными. Эти поправки были внесены законом, который пошел от вашего имени. Но хорошее еще не означает лучшее, и поэтому, полагаю, нужно делать
дальнейшие шаги вот в этом направлении, которое, соответственно, и было определено этими поправками. Нужно укреплять дальше конституционные принципы презумпции невиновности и состязательности в нашем судопроизводстве. Начну, может быть, с самой важной поправки – это расширение подсудности судов присяжных. Причем, должен сказать, по счастью, 1,5 года они действуют уже в суженном составе 6 и 8, но пока, во всяком случае, и дальше надеюсь, что вот это все-таки уменьшение скамьи присяжных не отразилось и не отразится на продуктивности их деятельности. Вот куда ни кинь все-таки, обижаются, и на меня обижаются руководители судебной системы. Но у нас в профессиональных судах не действует полностью презумпция невиновности. Презумпция невиновности, она проводится тогда последовательно, когда недоказанная виновность приравнивается к доказанной невиновности. В профессиональных судах у нас, и это дурное наследование, кстати сказать, советского правосудия, пониженный стандарт доказанности. Причем я сейчас буквально минуту вооружу вас некими цифрами, за которые просто-напросто ручаюсь. У нас в 2018 году через суд прошло 900 тысяч человек. Неправильно называется цифра 0,2 оправдательных приговоров. Ее все-таки считать надо от тех подсудимых, которые не признают свою виновность. Таковых 10%. Вообще 70% признают полностью вину, 20% частично признают вину. Давайте произведем нехитрые расчеты. 90 тысяч подсудимых вину свою не признают. Есть спор о виновности. Если брать процент оправдательных приговоров к этой части, а брать нужно именно такую цифру, 1,5%. В суде присяжных в среднем 15%. Давайте распространим этот стандарт доказанности, который основан на презумпции невиновности, на вот эту категорию дел. 90 тысяч человек. Получается, что каждый год 12 тысяч наших сограждан осуждается без достоверных доказательств их вины. То есть, где-то так треть, она идет уже в места лишения свободы. По этой причине, Владимир Ильич, я полагаю, что дальнейшие шаги надо делать, на первых порах восстанавливать подсудность судов присяжных, которая была изначально. Причем я вам сказать, я совершенно не настаиваю, и специфические дела о терроризме. Ну, наверное, здесь есть спор, и как раз есть резоны, что эти дела не должны рассматриваться присяжными. Но я не могу понять, почему из подсудности судов присяжных вывели половые преступления и должностные преступления. Вообще наших сограждан трудно заподозрить, наверное, Владимир Владимирович, да, в любви к педофилам и к чиновникам, высокопоставленным правоохранителям. А между прочим, суды присяжных выносили до 20% оправдательных приговоров по квалифицированным взяткам и по половым преступлениям. А знаете почему? Потому что в этих делах сидит повышенный процент фабрикаций, повышенный процент оговоров, повышенный процент провокаций. Значит, это было. Почему удалили из судов присяжных? Совершенно непонятно. Значит, первое предложение. Второе предложение, Владимир Владимирович. Нужно вернуться к осмыслению фигуры следственного судьи. В 2015 году вы давали поручение. Вопрос этот проработать. Он был проработан. Все правоохранительные ведомства, они выступили против. При невнятной позиции Верховного суда. 2 недели назад Вячеслав Михайлович Лебедев публично сказал, вообще идея интересная, конечно, и надо бы к ней вернуться.
Вообще я отдаю должное опыту и мудрости Вячеслава Михайловича. Он, видимо, не следует совету Остапа Бендера взять все сразу. Надо все-таки, наверное, по частям. И тогда, когда вносилось это предложение в 2015 году, стояла очень важная задача, может быть, более важная даже, хотя здесь можно, собственно, понятно, тут никак не сравнить, то важно, это важно. Реформирование проверочных стадий уголовного процесса, применительно к судам общей юрисдикции, апелляционной и кассационной инстанции. И вот с 1 октября этого года действительно они заработали, посмотрим как, но понятно, что это предложение было очень важным. Вот сейчас, Владимир Владимирович, надо вернуться к этой проблеме. Вот почему. Фигура следственного судьи, она необходима. Причем необходима именно у нас. Потому что сейчас ситуация следующая. Одни и те же судьи, которые должны обеспечивать соблюдение прав человека в досудебной стадии, который рассматривает дела, рассматривает ходатайства о избрании и продлении мер пресечения, о арестах, о прослушивании телефонных разговоров, о даче санкций на обыски. Эти же судьи затем рассматривают дела по существу. Не во всех странах есть этот институт, он традиционно присутствует во Франции, но представляется, что для нашего уголовного процесса он необходим, и он введен. Он введен в Казахстане, он введен в Грузии, он введен в Армении. Необходимо разграничивать и не усиливать вот этот обвинительный настрой, который и так есть у наших судов. Третье предложение, Владимир Владимирович. Оно было, кстати, оно постоянно, эта тема есть, о неравноправии сторон в привлечении специальных познаний. То есть знатоков в определенных сферах практики, отраслей определенных, да, которые привлекаются как эксперты. В 2003 году была введена норма о том, что заключение специалиста, который привлекает сторона защиты, является доказательством. Затем вносилось пару изменений, вот последнее как раз вот этими поправками, о том, что не вправе следователь отказать в приобщении к делу заключения специалиста. Вот. Недостаточно эти поправки, потому что изначально заключение эксперта равнее, чем заключение специалиста. И сторона защиты оказывается бессильна абсолютно перед той процедурой проведения экспертизы. Они проводятся только по постановлению следователя и суда. И сколько там ни писали в законе, что следователь, вот сейчас новые поправки, он должен поставить в известность, и что сторона защиты имеет право предъявлять, представлять свои кандидатуры для проведения экспертиз. Мне вообще неизвестен ни один случай, когда бы следователь, он в комиссию экспертов привлекал бы знатоков определенной сферы, которые бы предлагал адвокат. Не по каждому, Владимир Владимирович, не по каждому предмету могут сторона защиты проводить экспертизу. Ну, понятно, есть следы, которые оставляют на месте происшествия. И в таком случае, понятно, баллистические экспертизы, там, ДНК, понятно, могут только следовать, но такие экспертизы, как судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая, лингвистическая, не к раннему вечеру будут помянуты. Здесь одни и те же материалы могут быть предоставлены специалисту стороной защиты. И это, кстати сказать, относится к той категории дел, которая вызывает постоянную тревогу. Это дела предпринимателей, это дела лиц, которые обвиняются в экстремизме, это лица, которые обвиняются в разжигании и прочее. Значит, нужно предложение такое, которое по примеру Уголовно-процессуального кодекса того же Казахстана, той же Армении, той же Грузии, прибалтийских стран,
нужно представить право стороне защиты тоже проводить полноценную экспертизу. Вот здесь нужно продвижение. И, наконец, последнее, Владимир Владимирович. Решительно нужно искоренить отвратительное совершенно явление – это осуждение невиновных людей, невиновность которых ясна всей стране. Я имею в виду дело Павла Устинова, я имею дело сейчас этого, господи. А? Да нет, господи, не Лебедев. Да. Котов? Нет, не Котова. Что? Дениса. Так, вылетел из головы возрастное. Ну, только что вообще осудили году, значит, за, соответственно, там, значит, призывы к экстремизму. Значит, причем это интересно. Невиновность этих людей, она в эпоху информационной технологии ясна всей стране, фактически. И что же получается в этой ситуации? Получается, да, что просто всей стране видно, что наше правосудие по такого рода делам, политически мотивированным, оно утрачивает фактически остатки независимости. Так вот, что делать, Владимир Владимирович? Я ведь вас понимаю как правовед. Пока дело рассматривается судом, вы иначе не можете ответить. Суд независим по Конституции. Никто не вправе сюда вмешиваться, в том числе и президент. Выход, знаете, какой, Владимир Владимирович? Выход такой, чтобы эти дела не оказывались на судейском столе. Вот до судебной стадии. И здесь, я полагаю, наш Совет может внести существенный вклад, заметный. Мы очень редко обращались к вам по такого рода делам. Я помню, в прошлом году по абсолютно неосновательному осуждению известного правозащитника Льва Пономарева, административному. Вы готовитесь и обращаетесь, естественно, в ведомство. Вот. Вам дают справки, подписанные генеральным прокурором, министром внутренних дел, председателем Следственного комитета. Я понимаю, Владимир Владимирович, это люди, назначенные вами. И вы исходите из презумпции доверия к ним. Но мы ваши советники. А совет, извините за тавтологию, коллективный советник. Мы вправе тоже рассчитывать на презумпцию доверия с вашей стороны. И, может быть, у меня такое предложение, Владимир Владимирович, какую-то процедуру разработать, ее не нужно формализовать. Но, может быть, вот сказать, у кого-то из заместителей руководителя администрации президента, если обнаруживается противоречие между позицией ведомств правоохранительных и позицией Совета, может быть, такую процедуру простую, чтобы мы садились вот как раз за стол, третейский судья у нас будет, один из руководителей администрации президента, может, Сергей Владимирович, может, кто-то другой, и чтобы мы, соответственно, обменивались нашими взглядами и нашими доводами. И в таком случае вам действительно был бы обоснованной, не односторонняя информация была относительно того, как быть вот с этим самым сюжетом. Или в досудебной стадии, или тогда, когда приговор вступил в законную силу. Такие мои предложения. Благодарю за внимание. Если позволите, я сразу несколько слов скажу, отреагирую. Ну, во-первых, я хочу вас поблагодарить за такие развернутые предложения и профессиональные. Откровенно говоря, ну, это вот по поводу отсутствия презумпции невиновности, я это часто слышу от своих друзей, адвокатов, но это позиция вот такого сообщества адвокатского. И согласен с тем, что, наверное, такое бывает. Ну, так вот сказать, что у нас отсутствует презумпция невиновности, ну, сложно, ну, согласитесь, это такое все-таки крайняя позиция. Значит, вот что с выведением из видения, так скажем, судов присяжных вопросов, связанных с преступлениями на сексуальной почве и должностными преступлениями. Я, честно говоря, первый раз это слышу даже от вас. То есть вообще первый раз слышу.
И тоже, как и вы, задаюсь вопросом, почему? Только для экономии денежных средств или здесь есть какие-то другие соображения, непонятно. И в целом я разделяю вашу позицию, надо к этому точно вернуться. Значит, следственный судья, надо посмотреть просто уже так на экспертном уровне, посмотреть, как это работает, где и как это должно работать у нас. Я думаю, что, то есть уверен, что с этим нужно поразбираться. Надо посмотреть просто на экспертном уровне, как это функционирует. Значит, привлечение экспертов, я думаю, там со стороны защиты. Я здесь не вижу ничего такого, что могло бы нанести ущерб самому процессу. Наоборот, мне кажется, он был бы более основательным. Во всяком случае, это точно надо над этим подумать. Над этим надо подумать и проработать. Значит, что касается исключения осуждения тех, невинность которых ясна всей стране, значит, уважаемый Генрий Маркович, ну, я слышу в вашем сейчас заявлении подобного рода не столько юриста, как правозащитника. Как это всей стране. Мы же с вами понимаем, что это доказывается в суде, в судебном процессе. На мнение общественности влияют средства массовой информации. Они работают, исходя из разных мотивов, другие соображения влияют, ну и так далее и тому подобное. А суд должен руководствоваться законом и только им. Поэтому это не аргумент, когда известно всей стране. Всей стране, значит, никому не известно. Известно только следствию, суду, как конечной инстанции, принимающей решение. Но это совсем не значит, что и на суд, как вы правильно сказали, влиять нельзя со стороны, в том числе и через средства массовой информации. Особенно уж нельзя влиять, запугивая представителей правоохранительных органов и судов. А такое тоже, к сожалению, у нас имеет место быть, когда в социальных сетях размещается информация о том, что надо выявлять места жительства судей, их родственников и готовить против них, так и есть, террористические акты. Это что такое? Поэтому это вопрос такой спорный в этой части. Но, тем не менее, это не исключает того, чтобы мы в Совете, и Совет сам, значит, не то чтобы влиял на суд, но имел свою позицию и мог ее сформулировать. С этим я согласен. Вот. По поводу Льва Пономарева, там, не знаю, там что-то есть, какие-то проблемы сегодня с ним? По поводу Пономарева, там что-то происходит вокруг него сейчас? О Пономареве, по-моему, речи не было, Владимир Владимирович. Это я буду о нем говорить. Что? О Пономареве, по-моему, речи Владимир не было. Владимирович, я хочу вам сказать просто. Вы знаете, я не обращался к вам по этому делу, потому что человек я старомодный. Я не обращаюсь по тем делам, по которым сам принимал участие, представьте себе. Но я могу определенно сказать, там просто не было ничего похожего на призывы. Вот о чем речь идет. И выносится абсолютно неправосудный приговор, который ясен обществу. Ну ладно. А Хорошо. у Пономарева сейчас ликвидируют организацию, Владимир Владимирович, то есть происходит что-то. Ликвидируют его организацию. Первый суд уже Какая прошел. организация, как она называется-то? За права человека, движение за права человека. И первая инстанция уже пройдена, сейчас подана апелляция. Так что происходит. Спасибо. Ну хорошо, я посмотрю на это. Если я могу что-то перепутать, но, по-моему, я не путаю. Значит, к нему какие-то применялись административные там меры, да? Значит, но если, повторяю, я ничего не перепутал, а, по-моему, я не путаю ничего, значит, он, несмотря на все это, он получал даже гранты президентские. Значит, он пользуется помещением в Москве, за которое платит правительство Москвы, не платит за коммунальные услуги, за
электричество и так далее. Но мы все это как бы так стараемся не трогать, чтобы не мешать его работе. Что касается иноагентов, то мы многократно возвращались к этой теме. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что и эти организации принимали соответствующие решения по этим организациям не для того, чтобы их запретить, а для того, чтобы сделать их работу прозрачной. Но даже эти организации принимают участие в конкурсах на получение президентских грантов и получают их. Значит, я посмотрю, что там касается организации, которую возглавляет господин Пономарев, но если мне память не изменяет, ему как бы никто до сих пор не мешал особенно работать, хотя его позиции по некоторым вопросам, они далеки от правозащитной деятельности, насколько я себе представляю. Ну, например, он солидаризировался с позицией правительства США по Крыму. Он, значит, вел переговоры с японцами по поводу оказания им содействия по передаче островов Курильской гряды. Он что, международник, что ли? Это что, правозащитная деятельность? Тем не менее, я обязательно посмотрю на то, чтобы вот эти элементы не использовались для того, чтобы прекратить деятельность организации как таковой. В той части, во всяком случае, в которой она идет на пользу нашему гражданскому обществу. Так. Вышинский Кирилл Валерьевич, пожалуйста. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Если вы позволите, я начну с двух коротких спасибо. Спасибо за, как мне кажется, как человеку заинтересованному, очень удачное назначение на пост омбудсмена. Я говорил о присутствующей здесь Татьяне Николаевне, поскольку эффективность ее работы я испытал на собственной шкуре. Это первое. И второе, большое спасибо за вчерашнее решение в Париже о возможности обмена всех на всех установленных, что тоже, на мой взгляд, очень важно, поскольку я знаю, как много людей ждали этого решения, и для них особенно важно, что это будет реализовано до Нового года. Теперь, если позволите, о двух темах, о которых я хотел говорить. Речь идет о двух правовых проблемах, которые возникли в последние годы для граждан Российской Федерации в результате политического кризиса на Украине. Проблема первая – это уголовное преследование жителей Крыма после возвращения его в состав Российской Федерации. Начиная с 2017 года Управление СБУ по Крыму и Севастополю, здесь локация в Херсоне, и прокуратура Крыма в массовом порядке возбуждают дела против активных участников референдума 2014 года и госслужащих Крыма различных уровней. Речь идет о делах по статье 111 госизмены и 110 посягательство на территориальную целостность, изменение границы, территориальную целостность, изменение границы Украины. В других разделах преступления против основ национальной безопасности. Очевидно, что это делалось ушедшей администрацией Порошенко для того, чтобы к выборам поднять градус ужаса и продемонстрировать украинскому обществу борьбу за так называемое возвращение Крыма. Порошенко ушел, а проблема, к сожалению, осталась. И эта проблема на сегодняшний день исчисляется тысячами людей. По моим данным, на лето 2018 года более 6 тысяч уголовных дел возбуждено, и, соответственно, готовы подозрения для граждан Российской Федерации, проживающих в Крыму, которые в случае пересечения административной границы моментально бы арестовывались, поскольку те статьи, которые я назвал, они были, вернее, до весны этого года безальтернативными. 6 тысяч человек, которые подвешены фактически на крючке. Причем, повторюсь, с 2014 по 2017 год к ним претензий не было. В 2018 этот маховик начал раскручиваться. Я сидел в соседней камере, рядом со мной находилась девушка, Лена Одновол, на 6-м месяце беременности, которая, вся ее вина была только в том, что она была членом комиссии по организации референдума в 2014 году. До 2018 года совершенно свободно она приезжала к своим родственникам в Херсон. А вот в 2018 году, когда включилась эта система, она попала в тюрьму. В итоге она пошла на сделку со следствием просто для того, чтобы не рожать в тюрьме. Но она не одна, она вышла, но по-прежнему на территории Украины, поскольку не может покинуть ее по условиям досрочного освобождения.
Я понимаю, что эта проблема, наверное, лежит за пределами правового решения. И, скорее всего, здесь, как сейчас принято говорить, необходима политико-правовое решение. Но мне кажется, что огромное количество крымчан, которым я сейчас высказываю свою точку зрения, свое личное мнение, мстила власть Порошенко за их выбор 2014 года, они сейчас оказались в подвешенном состоянии и находятся в той ситуации, когда должны тщательно, внимательно думать, куда они поедут, что, мне кажется, ненормально для 21 века. И вторая проблема, о которой я хочу говорить, она в том числе и связана со вчерашним решением в нормандском формате. Дело в том, что те люди, которые летели со мной в самолете в результате 35/35, а это 16 человек, и наверняка те люди, которые будут сейчас освобождены, у них остались так называемые юридические хвосты. То есть они вышли из тюрьмы, но уголовное преследование на Украине их не прекратилось. И это тоже серьезно связывает людей, поскольку принимать участие в уголовном процессе на Украине для многих из них это серьезная проблема, представляющая угрозу их здоровью и жизни. Я не буду рассказывать о той атмосфере, которая иногда создается вокруг судов так называемыми агрессивными радикальными активистами. Наверное, я, как не очень опытный правовед, совсем не правовед, но каждый человек, побывавший в тюрьме, становится немножко юристом. Со своими коллегами, юристами нашего агентства, мы нашли некоторые возможности, как нам кажется, статьи в Уголовном кодексе Украины и Российской Федерации, которые могли бы в рамках тех документов, которые были заложены еще в СНГ, в рамках СНГ, и продолжать какие-то действия, какие-то были там денонсированы Украиной, я думаю, что просто более опытные юристы в этом смогут разобраться, могли бы найти правовой механизм для того, чтобы передать эти дела этих людей, которые освобождены на Украине и переместились в Российскую Федерацию, в рамках действующего законодательства и существующих межгосударственных договоров. И последнее, это очень короткое предложение по повышению эффективности Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. На примере, например, дела 13 января 1991 года в Вильнюсе. Два наших соотечественника 5 лет уже находятся в тюрьмах Литвы, и понятно, что это не единственные люди, попавшие в такую ситуацию, но, наверное, это самая известная на сегодняшняя история, это господин Иванов и господин Мель. Наверное, на их примере можно было бы доказать, что фонд может действовать более эффективно, оказывая им поддержку и юридическую, и другую. Вот, собственно говоря, три темы, о которых я хотел говорить. Спасибо большое. Что касается конкретных лиц, то вы просто дайте мне еще данные по ним, и мы будем иметь это в виду в ходе переговорного процесса с Украиной. Значит, действительно, эта проблема находится за пределами правового решения, правового поля, но именно это, в том числе и это было вчера предметом наших дискуссий. Мы долго дискутировали, расстались только из Елисейского дворца вышел в 3 часа ночи по Москве. Только на порог вышли. Закончили. До 3 часов ночи мы там дискутировали с ними. Одно из направлений дискуссии – это как раз возможное преследование людей, которые проживают в непризнанных республиках, в ЛНР, ДНР. До сих пор не принят закон об амнистии. Договаривались, в 2015 году еще договорились, закон принят, там решения есть какие-то, но ничего не введено в действие. Просто ничего не действует. Если вы обратили внимание, вчера я тоже об этом говорил, и украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Серебряница будет. Вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Непонятно, кто там сильнее, и что там произойдет, и кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям.
Вот, это одна из проблем, но она, конечно, носит политический характер. Значит, по поводу уголовных процессов в отношении тех людей, которые по обмену оказались в России. Ну да, они их продолжают там на Украине, но я с трудом себе могу представить, что они нам передадут дела. Хотя такой вопрос можно, наверное, ставить, можно с коллегами на Украине тоже об этом говорить. Я не знаю, чего они попросят взамен, но переговоры на этот счет, конечно, вести можно. Так что, а вот еще раз повторяю, по конкретным людям дайте нам, пожалуйста, дополнительную информацию. Спасибо. Шат Олегович, пожалуйста, Гаргат. Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы поднять проблему, которая касается, наверное, самой незащищенной категории наших сограждан. Это дети, страдающие онкологией. Среди онкологических заболеваний выделяется одно – ретинобластома, которое в корне отличается от всех остальных тем, что при заболевании ампутируют глаз, и ежегодно приходится менять глазной протез. Почему ежегодно? Ну, как мы понимаем, до 18-летнего возраста ребенок растет. Соответственно, размер глазного протеза необходимо ежегодно изменять для того, чтобы он соответствовал росту ребенка. К сожалению, по действующим правилам, которые регулируются постановлением правительства, в частности Министерства труда, по действующим правилам в случае наступления ремиссии, то есть если онкология отступает, то ребенка лишают инвалидности. И когда ребенок лишается инвалидности, он лишается возможности бесплатной замены глазного протеза. Таких детей в Российской Федерации не больше 3000. Это редкое заболевание, Владимир Владимирович. Почему он лишается инвалидности, я не понял. Потому что я вам сейчас приведу формулировку, она крайне цинична и звучит ужасно. Но я сам слышал, как представитель медико-социальной экспертизы ее произнес. Отсутствие парного органа не является основанием для продления инвалидности. Звучит ужасно. Но, к сожалению, таковы правила. Вот, на мой взгляд, заболевание ретинобластома, я не буду отвлекать... То есть, если одной руки нет, человек уже не инвалид? К сожалению. То есть, если, если второй рукой он может обеспечить свою жизнедеятельность, он теряет статус инвалида. Ну, чушь, конечно. Да, чушь. повсеместная проблема. И вот я занимался этим ребенком, после этого огромное количество обращений было. И вы знаете, мы прошли в Москве медико-социальную экспертизу, нас по кабинетам гоняли несколько часов, хотя в принципе все это занимает около 40 минут. И когда я задал вопрос, почему так долго, мне с ухмылкой председатель комиссии ответил: ну вы же сами этого хотели. Вы же сами обратились к адвокату, сказали они родителям, для того, чтобы показать, что... И в итоге отказали, Владимир Владимирович. И только после того... Я понял. Ну, слов нет, вы правы абсолютно. Займемся этим. Да, потому что если это заболевание внести в перечень, то дети смогут... Там это стоимость операции, Владимир Владимирович, примерно около 20-30 тысяч рублей. Но не в каждом городе семья может себе это позволить за свой счет, к сожалению. Я понимаю. Спасибо большое. Вам спасибо за то, что обратили внимание на эту проблему. Калида Кирилл Глебович, пожалуйста. Владимир Владимирович, я хотел бы поднять вопрос об одном из древнейших естественных прав человека – право на память, и вытекающее из этого право на достойное погребение. Понятно, что после того, как в 20-м столетии наш народ был подвергнут достаточно жестким политическим репрессиям, этот вопрос очень актуален. Слава Богу, что в последние годы сделано много в этой сфере, и, конечно, установка при вашей поддержке и с вашим участием в Москве в 2017 году стены скорби – это очень важный шаг в этом делании, и этот монумент занял очень важное место среди других монументов, которые, слава Богу, стоят во многих городах и селах. Но вместе с тем остается целый ряд вопросов, связанных вот с этой сферой деятельности и нашей жизни, я бы сказал бы так. Имеется целый ряд вопросов по архивным
работам в этой сфере, но, если вы позволите, эту сферу осветит Роман Владимирович Романов, директор истории ГУЛАГа. Я же остановлюсь на проблеме мест массовых захоронений. Дело в том, что в нашем законодательстве, к сожалению, нет четкого определения вообще такого понятия места массового захоронения. Соответственно, нет регламентации, каким образом эти места должны быть найдены, как они должны быть обустроены и каким образом они должны защищаться. Не прописано, какие государственные структуры должны этим заниматься и за счет каких средств это должно происходить. В результате происходят конфликты, типа того, что произошел конфликт этой осенью в Перми, когда добровольцы попытались обустроить место массового захоронения, находящееся на территории лесного фонда, а лесное хозяйство подало на них в суд за то, что были вырублены какие-то насаждения. Вот в связи с этим, обсуждая вопрос о массовом захоронении, надо понимать, что для их поиска необходимо провести специальные архивные исследования. Дело в том, что имеется сведения, доказательства, что в наших архивах имеются документы об этих местах. К сожалению, их надо искать. Доказательством того, что такие документы существуют, ну вот, например, вот эта вот схема захоронений в Левашово под Питером, которая была передана сотрудниками архива ФСБ, соответственно, тем лицам, которые стали заниматься этим полигоном. К сожалению, эти документы не лежат на одной какой-то полке в архивах, их надо искать. И вот в связи с этим сказанным хотел бы попросить вас, для того, чтобы этот вопрос был решен, нужна политическая воля. И просил бы вас дать указания о необходимости, с одной стороны, совершенствовать законодательство в сфере вопроса массовых захоронений. В частности, необходимо создание реестра, общероссийского реестра мест массового захоронения жертв политических репрессий. Необходимо дать указания о проведении архивных исследований по поиску документов, связанных с местами массового захоронения, для того, чтобы облегчить поиск этих мест. Актуальность этого вопроса связана еще и с тем, что, с одной стороны, часть мест находится рядом с большими городами, которые интенсивно сейчас развиваются, и эти места могут просто быть уничтожены. С другой стороны, другие места находятся, наоборот, в удаленности, и там они естественным образом, их следы уничтожаются. И поэтому этот вопрос необходимо решать в ближайшее время. И хотелось бы еще поднять один вопрос. Дело в том, что одной из значимых групп пострадавших были верующие люди, священнослужители Русской Православной Церкви, рядовые миряне. И Русская Православная Церковь, как вы прекрасно знаете, провела большую работу по увековечению их памяти, совершив акт прославления многих из них в лике святых. Однако до сих пор нет единого места центра сбора информации об этом подвиге. В 2015 году в ответ на обращение святейшего патриарха Кирилла к председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву было передано здание бывшего архива ФСБ приходу храма в Бутове. Это здание находится на территории памятника истории Бутовский полигон в непосредственной близости от места массовых захоронений. Здание передано для создания в этом здании мемориального центра по увековечению памяти пострадавших в годы репрессий. Летом этого года наш приход получил президентский грант, за что благодарим вас, на разработку концепции этого музея. Однако здание площадью больше 5000 метров. Оно находится в аварийном состоянии, требует капитального ремонта, подведения коммуникаций. В связи с этим прошу вас дать поручение правительству Москвы, поскольку большая часть пострадавших в Бутове – это жители Москвы, или правительству Московской области, поскольку Бутовский полигон находится на территории области, с тем, чтобы на базе этого здания был создан музей памяти
пострадавших за веру, совершивших этот подвиг стояния за веру. Но, естественно, этот музей предполагает, что надо создавать совместно с Русской Православной Церковью. И, как вы знаете, примеры такого доброго сотрудничества в музейном делании государства и церкви имеется. Это и пример Троицы-Сергиевой лавры, это примеры Соловецкого монастыря. Если такой музей будет создан, то он мог бы стать координатором по исследованию, поиску и мемориализации мест массовых захоронений. Вы знаете, что касается самого порядка работы вокруг и с местами массового захоронения, давайте попросим депутатов Государственной Думы, чтобы они поработали и сделали предложение. Соответствующим образом, чтобы мы укрепили нормативную базу и сделали практически то, о чем вы сейчас сказали. А что касается музея самого, создания, ремонтных работ и так далее, я попрошу мэра Москвы, чтобы он это поддержал. Я думаю, что это все это несложно сделать. Спасибо. Спасибо. Так, пожалуйста. Я хотел бы просто добавить относительно того, что сказал отец Кирилл. Я вас не вижу. Секунду. Руку поднимите, пожалуйста. Да. Роман Романов, Музей истории ГУЛАГа. Вот у меня в руках дно от консервной банки, и здесь выбит номер Б36. Это таким образом обозначались места погребения заключенных. И вот конкретно эта вещь привезена с заброшенного, заросшего Колымского кладбища. Таких кладбищ у нас сотни, и то, о чем сказал отец Кирилл, это касается и кладбищ в том числе. И помимо того, что у нас остается вот эта часть консервной банки, мы не знаем, кто эти люди. То есть кто стоит за этим номером, нам неизвестно. И в нашем музее существует центр документации, куда каждый год обращаются тысячи наших сограждан с просьбой помочь найти эту информацию. Эта информация рассыпана в архивах, рассыпано это образное выражение, в ведомственных архивах, неведомственных, и каждый раз поиск такой информации – это отдельная поисковая операция. Не всегда она успешна, зачастую бывают пронзительные истории нахождения, когда человек в преклонном возрасте находит информацию, фотографию своих родителей, которые были расстреляны. Но зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, когда получаем ответы. Вот просто буквально два примера. Один пример, что это пенсионер, который долгие годы искал информацию о своем отце. Он находит, в каком архиве это находится, но ему предлагают оплатить услуги Государственного архива больше 10 тысяч рублей, и он не может это сделать. Ему нужно накопить эти деньги, чтобы получить копию следственного дела своего отца. Второй пример – это обращение уже в ведомственные архивы родственников, и получает ответ, в котором сказано, что представьте согласие или нотариальную доверенность от, собственно, расстрелянного в 1937 году человека. То есть это, безусловно, невозможно, и это такие стандартные ответы. Но здесь, мне кажется, есть положительный пример Министерства обороны. И в 2007 году по вашему указу была разработана, Министерством обороны была разработана база данных по погибшим бойцам. И там представлено более 17 миллионов отсканированных документов, 20 миллионов учетных записей. И мне кажется, вот этот опыт нужно применить и здесь, и создание базы данных по жертвам политических репрессий. Мне кажется, это то дело, которое ждут миллионы наших сограждан. И памятник, который вы открыли в 2017 году, там на этом памятнике нет лиц. И вот у Ахматовой есть такие строки, хотелось бы всех поименно назвать, да отняли списки и негде узнать. Вот сейчас у нас есть возможность эти списки собрать. И мне кажется, создание такой базы данных – это то, чего нам не хватает. Спасибо. То, что здесь нужно поработать над совершенствованием всех процедур нормативной базы, я не сомневаюсь. Но сделать нужно это очень аккуратно, потому что такой беспрепятственный доступ к архивным материалам, он, знаете, здесь есть и риски большие. Мы знаем, как работало НКВД в 30-е годы, и не всегда родственникам, может быть, будет открыть приятно дела своих предков. Это может быть и компрометирующая информация.
Надо к этому относиться очень бережно. И, кстати говоря, люди, которые подвергались определенным процедурам со стороны тогдашней репрессивной системы, они в силу определенных обстоятельств совершали действия, поступки, давали там согласие на что-то под давлением. Этого мы ничего не знаем, а в бумагах может быть просто материал о том, что там происходило. А сегодня вынести однозначное решение по поводу того, как себя вел человек, порядочно он поступал или в состоянии как бы вынужденном состоянии, сейчас практически невозможно. Поэтому, знаете, надо быть очень аккуратным с этой информацией. Можно таких штампов наложить на людей. Из поколения в поколение пойдет. Вот, надо быть очень, очень внимательным. Но порядок, конечно, нужно совершенствовать. Здесь я с вами согласен. И либерализация какая-то доступа тоже, наверное, возможна. Ну, давайте подумаем вместе. Вот я сказал Сергею Владимировичу, мы подумаем, как это можно сделать. Чтобы, во всяком случае, вот, чтобы понимать, кто и где захоронен, и была бы возможность семьям потом понимать, знать эту информацию. Ну, как минимум. Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискаревке захоронен оказался. Родители даже не знали. Просто бумажку им прислали, что умер, и все, во время блокады. Поисковики нашли. И даже нашли участок конкретный. На Пискаревке захоронили. Так что вот я по себе знаю, что это хорошая, благородная работа. Постараемся вам помочь. Так, да, прошу вас. Сейчас мы перейдем. Спасибо, Владимир Владимирович. Винокурова Екатерина Владимировна. Значит, Владимир Владимирович, дело в том, что спасибо большое за то, что год назад дали мне возможность работать в составе СПЧ. Знаете почему? Потому что вот очень важно, я коротко скажу, у меня все в бумагах, все есть. Значит, мы ездим по регионам, и в СПЧ люди идут как за последней надеждой, вот как последняя ступенька, за которой уже суицид. И с чем я часто сталкиваюсь, с тем, что все говорят, нет, ну, без высшей там воли, там вас уже по имени даже не называют первого лица и гаранта, конечно же, ничего не получится. Поэтому я отобрала специально те проблемы, по которым идет просто вал обращений, да, по которым понятно, что без вашей политической воли ничего не изменить, а от этого зависит жизнь и здоровье людей. Первое. Лекарства. Значит, во-первых, люди жалуются на то, что даже несмотря на то, что эта тема поднималась во время прямой линии, с вами еще в апреле, к сожалению, закупается не все и не для всех. Это касается и закупок по ВИЧ, по диабету, по кардиоболезням и так далее. Второй момент – это то, что в аптеках наступает уже дефицит даже самых обычных простых дженериков. Третий момент – люди жалуются на то, что, например, инвалиды или маломобильные люди, врач приходит на дом, выписывает рецепт, но нет возможности этот рецепт в электронном виде как бы обналичить в аптеке, чтобы им привезли. А для многих людей это просто вопрос жизни и смерти. Они не могут нормально выйти из дома, и они не могут купить себе это лекарство. В связи с этим прошу первое. Владимир Владимирович, импортозамещение идеологически я прекрасно вас понимаю. Я понимаю, о чем вы говорите все последние годы, но в лекарственной сфере на самом деле, как правило, за этим стоит просто фармалобби. Одно из самых жестоких лобби, которые я только знаю. Пожалуйста, разберитесь, потому что наши люди не должны умирать. Мамочки не должны рисковать своей жизнью и здоровьем, ввозя лекарства для тяжело больных детей, вот, Шат Олегович соврать, которые не зарегистрированы в России. Пожалуйста, сделайте что-то с Минздравом. Плюс, я уже сказала, есть законодательная база по тому, что мы можем ввести электронные рецепты для маломобильных людей. Это первое. Вторая тема, Владимир Владимирович, опека. Как журналист Rush Today очень много работаем по данным историям, плюс участвовала Елена Альшанская из Общественной палаты как раз в подготовке предложений. Проблема в том, Владимир Владимирович, что у нас нет вообще никакой нормальной системы, ориентированной на защиту интересов ребенка и на помощь семьям, социальную помощь семьям в трудной ситуации. В итоге происходит дикость. С одной стороны, в малоимущих семьях, например, вот семья, сейчас работаем с семьей, живут в сельском доме, мать-одиночка, провалился пол.
опека угрожает изъять детей, а у мамочки нет денег сейчас постелить новый деревянный пол. С другой стороны, вчера всю страну, наверное, облетела жуткая история девочки, которую в одной из частных столичных клиник фактически заперли, как в тюрьме, родители, потому что, хотя девочка здорова, родители считают, что она больна. И только сегодня стало известно, что органы опеки наконец вмешались в ситуацию. Вот у меня предложения все, я прошу просто вас их посмотреть. Третий момент, вот все, у меня уже совсем коротко, это как журналист я ездила в этом году в Беслан. У нас страшная каждый год годовщина. И вы знаете, в Беслане до сих пор нету даже службы психологической помощи им. Более того, заложники нуждаются постоянно, бывшие заложники, в реабилитации, часто дорогостоящие, а они всеми забыты, они брошены. У нас есть 52-я статья Конституции Российской Федерации, закрепляющая, что права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Де-факто, Владимир Владимирович, статья не работает ни по жертвам катастроф, ни по жертвам криминала, как, например, есть история сейчас в Бурятии, когда мальчика сбил таксист без прав, мальчик остался инвалидом, и при этом ему нужны платные операции, при этом государство ему ничего не обеспечивает. Я считаю, что это просто, ну, простите, пожалуйста, наш национальный позор. И последнее, о чем я хотела сказать, это граждане, тотально идет жалобы социальное жилье. Все проекты строительства социального жилья, обеспечения малоимущих жильем, сокращение очередей на жилье, будем честны, они провалены. С другой стороны, например, под видом расселения аварийного жилья, вот Наталья Леонидовна Евдокимова не даст соврать, в том же самом, например, Татарстане происходит позорная история, когда людей вышвыривают на улицу, потому что жилье имеет интерес для, видимо, застройщиков, с мизерными компенсациями, загоняя, например, 90-летнюю женщину в социальную ипотеку. Или когда, например, в Москве в рамках проекта реновации под нее попадают хорошие дома, но не попадают, например, так называемые общежития барачного типа, коммуналки и так далее. Владимир Владимирович, в этой сфере просто нужно навести порядок и дать, если честно, чиновникам по шее. Вот, ну и теперь, да, и, значит, буквально два предложения. Первое, Владимир Владимирович, у нас этим летом чуть не посадили моего коллегу Ивана Голунова, журналиста. Стало известно, что полицейские ему наркотики подкинули. Люди, подкинувшие ему наркотики, до сих пор бродят. Значит, у нас было дело Ивана Голунова. Спасибо, что вовремя разобрались, Голунова отпустили, человеку подкинули наркотики, ну, видимо, там какая-то разборка в связи с его расследованием. К сожалению, полицейские, подкинувшие ему наркотики, до сих пор ходят на свободе. Владимир Владимирович, пожалуйста, я прошу вас взять на личный контроль расследования этого дела. Ну и, наконец, уже о приятном, чтобы не все же вам страдать от меня. У нас в следующем году замечательная годовщина, 75 лет Великой Победы. У нас в каждой семье кто остался, да, кто-то погиб, кто-то вернулся. И очень важно, как пройдет парад. Для меня, как и для, думаю, всех граждан страны, да, это то, что ждешь каждый год. К сожалению, часто сейчас парад превращается в какую-то ярмарку тщеславия каких-то гламурных девиц, которые не пойми как получают билеты, каких-то непонятных крупных бизнесменов или каких-то артистов, которые и так каждый год ходят на парад. При этом часто обращаются ветераны, которые еще могут дойти своими ногами или хотя бы проехать, или хотя бы посидеть на трибуне, а им из-за того, что через Советы ветеранов система распределения билетов непрозрачная, билетов не достается. Я прошу вас, давайте вот сделаем святое дело. Всех ветеранов, кто еще способен, да, там добраться, кто может это выдержать, давайте дадим им возможность как-то вот поприсутствовать на таком великом празднике. А с другой стороны, позовем не всяких гламурных, как это сейчас, извините, говорят, инстателочек, а позовем людей, детей в том числе, которые совершили сами героические поступки, чтобы у нас, с одной стороны, наши одни герои, да, передавали эстафету молодым. Спасибо, Владимир Владимирович. Я вам передам все бумаги мои, ладно? Да. Спасибо. Ура! Что касается парада и участников, и гостей парада, зрителей, мы и так стараемся каждый год приглашать ветеранов. Вы их не можете не видеть на трибунах. Какой-то гламур там появляется. Я, честно говоря, никогда не обращал на это внимания, потому что занят тем, что я делаю на параде, но посмотрю повнимательнее. Но, знаете, сейчас в голову пришло, если уж гламурные люди интересуются парадом, в этом что-то есть и положительное. Ну, а приглашать туда людей, которые что-то сделали для страны, в том числе в сложных условиях, сопряженных с опасностью для здоровья, для жизни, конечно, вы правы абсолютно. Мы так и делаем, но я
попрошу и администрацию, и Министерство обороны уделить этому особое внимание. Вы упомянули про Беслан. Я пометил, обязательно тоже позанимаюсь. Это такая боль и моя личная, и всей страны на всю жизнь. Поэтому, если люди нуждаются в дополнительной поддержке, это нужно будет сделать. Посмотрим обязательно. По поводу лекарств. Мы постоянно об этом говорим. Я сейчас не хочу вдаваться в подробности, в том числе это касается и текущей ситуации, закупок. Она постоянно, эта система совершенствуется. Работа у нас в основном ведется на региональном уровне. Есть, как вы знаете, значительная, правда, часть работы на федеральном, но основной массив все-таки на региональном. Деньги регулярно и в полном объеме, своевременно, причем выделяются. По поводу лекарств иностранного производства. Здесь дело не в том, что мы любой ценой хотим импортозаместить, но мы должны понимать, что мы должны быть независимы и какие-то элементарные вещи производить сами, и не только элементарные, а и серьезные лекарственные препараты. Фармакология развивается, фармацевтика развивается, отрасль развивается. У нас целая программа, которая обеспечена финансированием. И надо сказать, что отрасль работает все лучше и лучше. Мы сюда приглашаем, и международные крупные компании фармацевтические открывают у нас все больше и больше производств. Реально здесь на территории работают, и работают очень хорошо. Но это совсем не значит, что мы отказываемся от тех лекарственных препаратов, которые сами не производим. И вот, по-моему, совсем недавно были приняты некоторые решения, которые разблокируют поступление на российскую таможенную территорию ряда препаратов, которые были запрещены и создавали людям реальные серьезные проблемы, в том числе и в том, чтобы поддерживать детей, которые нуждаются в этой поддержке. Будем дальше это делать, безусловно. Не думайте, что кто-то ориентируется на то, чтобы закрыть импорт только для того, чтобы дать кому-то здесь наживаться на этом. Нет. Но здесь проблема сложнее, чем она кажется на самом деле при первом рассмотрении. Есть и те, которые лоббируют им иностранные препараты, и не бескорыстно. Так вот, с первого раза и подчас трудно разобраться. Но все, что мы делаем, безусловно, должно идти на пользу людям. Будем этим и дальше заниматься, без всяких сомнений. Пожалуйста, Ирина Владимировна. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие коллеги, уважаемые жители России, Совет в течение нескольких лет проводил выездные мероприятия в регионах Российской Федерации, посвященные проблеме соблюдения прав инвалидов с психофизическими и ментальными нарушениями, проживающих в психоневрологических интернатах. Итогом стало проведение специального заседания 21 июня 2019 года. В настоящее время более 25% психоневрологических интернатов не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям условий проживания, потому что проживают по 10-20 человек в комнате, отсутствуют элементарные удобства, водопровод, канализация, когда туалет на улице, отсутствие личного пространства, мебели для личного использования, индивидуального стула, стола, полок в шкафу. Самое важное, что лица, проживающие в интернатах, полностью изолированы от социума. Обращаю внимание, что в интернатах, как правило, инвалиды первой и второй группы, и им необходима очень часто скорая медицинская помощь. Когда у нас интернаты находятся далеко от городов, то очень часто проблематично оказывается оказание своевременной скорой помощи. Друзья мои, эта тема не тех только людей, которые находятся в интернатах сейчас. От болезни Альцгеймера ни один человек на планете Земля не застрахован. Владимир Владимирович, обращаю ваше внимание на тот факт, что из федерального бюджета Российской Федерации на 19-24 года выделено более 50 миллиардов рублей на развитие психоневрологических интернатов. Но важно понимать, что это не больница, где мы с вами временно восстанавливаем свое здоровье. Это дом, в котором живут люди десятилетиями. И очевидно, что строительство психоневрологических интернатов на 400 человек не улучшает качество жизни в них. Еще один аспект, который заставляет обратить на себя внимание, это стоимость. Сейчас одно койко-место стоит 3 миллиона рублей.
В свою очередь, в ходе реализации некоммерческими организациями пилотных проектов в субъектах Российской Федерации стоимость строительства жилых объектов нового образца – это квартиры с проживанием малых групп инвалидов при одноместном размещении значительно ниже, составляет от 800 тысяч рублей до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Владимир Владимирович, в рамках вашего поручения 1650 Министерство труда и социального развития Российской Федерации разработало и ввело в действие методические рекомендации по организации различных технологий сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой технологии, как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях. Однако данный документ имеет исключительно рекомендательный характер, из-за чего не является решением проблемы для субъектов Российской Федерации. По данным Роструда, всего 0,2% клиентов психоневрологических интернатов проживает по технологии сопровождаемого проживания. Смотря в будущее, уже сейчас необходимо строительство интернатов современного типа, где проживание возможно в группах от 20 до 50 человек, квартирного типа с условиями для самообслуживания, в жилой зоне с развитой и доступной для инвалидов социальной инфраструктурой, а не вдали от населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Очень важны минимальные требования к условиям проживания в интернатах в целях обеспечения благоприятных условий проживания, приближенных к домашним и способствующим активному образу жизни людей. Статья 12 Конвенции о правах инвалидов указывает, что все меры, связанные с реализацией правоспособности инвалидов, должны быть свободны от конфликта интересов. Однако в Российской Федерации психоневрологические интернаты – это и поставщик социальных услуг, и законные представители получателей указанных социальных услуг, что создает конфликт интересов. Возможность распределенной опеки предусмотрена была в законопроекте 879 343-Б. О его доработке вами, Владимир Владимирович, были даны уже 2 поручения правительству. В первом вы сделали акцент на нестационарных альтернативных моделях присмотра и ухода за недееспособными, и второе было реакцией на просьбу Егора Бероева. Но, к сожалению, осенью этого года правительство без учета позиции Совета, общественности, родительских, благотворительных и религиозных организаций, мнения солидарных с ними специалистов подготовило новые поправки, которые исключают из законопроекта его ключевые идеи по опеке и попечительству и превращают его в этой части в бесполезный, но удобный для чиновников документ. Вместо исполнения ваших поручений и вопреки им устраняется концептуальное положение распределенной опеки. Кроме того, есть основания полагать, что социально ориентированные НКО, не являющие интернатами, не будут допущены к опеке над инвалидами. Концепция законопроекта по вопросам опеки и попечительства пересмотрена. Он не доработан, а под видом доработки попросту выхолощен по вопросам опеки и попечительства. В итоге существующая интернатная система останется неизменной, а сопровождаемое проживание не сможет стать долгосрочной альтернативой психоневрологическим интернатам. Владимир Владимирович, мы категорически не согласны с такой доработкой законопроекта и просим скорейшего принятия консенсуальной его версии в концептуально неизменном виде с сохранением ключевых идей, включая положение о совместной опеке, с распределением обязанностей между несколькими лицами, гражданами, гражданами и организациями и возможности полноценного исполнения обязанностей по опеке, попечительству социально ориентированных НКО, не являющихся интернатами. Для изменения подходов мы все вместе многое делаем, но без вашей помощи, Владимир Владимирович, у этой категории наших сограждан нет ни настоящего, ни будущего. Я прошу вас услышать нашу боль и дать соответствующие поручения. Мы подготовили их, и они есть согласованы с огромным родительским сообществом и некоммерческими организациями в виде. А уже законопроект поступил в Думу, нет? Нет, он в Думе, второе чтение. Второе чтение? Да, как раз вот правительственные поправки, они очень сильно выхолостили в первом чтении концепцию закона, которая была поддержана всеми представителями некоммерческих организаций. Я понимаю, о чем вы говорите, вот эти строительства домов для инвалидов на 400 человек. Мы как раз это совсем недавно обсуждали с коллегами. Да, вы правы практически по всем этим направлениям. Вопрос в том, что где-то, может быть, это на удаленных территориях, там это может оправдано, но в целом надо стремиться к тому, о чем вы сказали, к такому порядку. Давайте мы вас подключим просто к работе в Думе. Я попрошу руководство Думы, чтобы они вас подключили просто к этой работе сейчас, несмотря на то, что правительственные поправки уже поступили, или может как раз в этой связи. Ну да, важны просто ваши поручения в формате четких рекомендаций. Договорились. Вам спасибо большое. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Спасибо большое. Владимир Владимирович, коллеги, я хотел бы коснуться вопроса защиты экологических прав. Валерий Александрович обозначил статистику по позапрошлому году. В этом году также было очень-очень много случаев, примеров нарушения экологических прав граждан, и Совет старался по этим примерам работать. Это действительно та самая строительство того самого полигона ШИЭС, Архангельская область, загрязнение воздуха в Москве, Шиханы, Башкортостан, горящая Сибирь, китовая тюрьма под Владивостоком. Да? То есть перечень, не хватит даже 2 часов об этом говорить. Я постараюсь коротко, тезисно пройтись по 3 блокам. Мы попытались оценить именно системные проблемы и что, с нашей точки зрения, можно решить. Первый системный блок – это вопросы, касающиеся обращения с отходами. Проблема с имущественной реформой продолжается, и это источник социального напряжения. Пытались понять, что происходит. У нас запланировано продолжение роста образования отходов, то есть у нас нету попытки изменить вот эту тенденцию. Что можно сделать в рамках приоритетов госполитики как раз-таки? Это меры, направленные на снижение образования отходов, в частности, поэтапный отказ от одноразовой продукции. В первую очередь пластик. И это, кстати, поддерживается 84% населения. Это поэтапный вывод неперерабатываемой продукции. Да? Необходимо создать механизмы для, наконец-таки, использования залоговой тары. То, что, в общем-то, было в Советском Союзе, что позволит значительно снизить образование отходов. Если мы также еще предпримем шаги для изъятия пищевых отходов, а именно они являются источниками свалочного газа и всех вот этих вот проблем на свалках, да, а это минимум четверть отходов, то мы получим тогда то, что легко может быть переработано, и перерабатывающие предприятия с руками и ногами оторвут. И не надо будет строить новых полигонов, мусоросжигательных заводов. Пищевые отходы в больших городах мы можем через кухонные измельчители, и наша промышленность точно может освоить выпуск этих приборов, и мы таким образом убираем из потока отходов вот эту проблему. Второй блок – это лес. Лесные пожары в этом году. Тезисно, что, на наш взгляд, нужно сделать. Первое – это действительно правдивая информация о масштабах. Второе – необходимо снизить так называемые профилактические выжигания до того уровня, чтобы они были безопасны, потому что от них начинаются пожары. Необходимо уменьшить зоны контроля, где разрешено не тушить пожары, как минимум в 2 раза нужно их уменьшить. Необходимо финансирование тех полномочий, которые переданы субъектам федерации. И, конечно, необходимо менять сознание людей. В 9 из 10 пожаров виноват человек. Я знаю, что в 9 из 10 пожаров виноват человек. И вот это надо менять. Это надо менять. Есть хорошие программы, в том числе СОСИ, и хорошо бы их дальше продвигать. Есть еще одна проблема, касающаяся леса. Она гораздо, может быть, более сложная для понимания, но я хотел бы все-таки ее коснуться. Да? У нас сейчас до сих пор экстенсивная модель лесного хозяйства, то есть лес – это месторождение бревен. И отсюда возникает огромное количество проблем, в том числе социальное напряжение. При этом у нас на сегодняшний момент до 80 миллионов гектаров сельхозземель являются заброшенными. Минсельхоз планирует только 5 миллионов вернуть в экономическое пользование. И это те самые земли, где лес может прекрасно расти, выращиваться. Да? То есть лесное фермерство – это оценки до 100 тысяч дополнительных рабочих мест в депрессивных городских сельхозрегионах, где сельское хозяйство сейчас экономически невыгодно. И это позволит нам получить экономические объемы больше, чем сейчас рубятся, рост рабочих мест и снижение социального напряжения, потому что сейчас лесная промышленность лезет в экологически социально значимые леса со всех сторон. У нас первый шаг в прошлом году вы сделали, введена статья в Лесном кодексе, но до сих пор не появилась норматива, который это разрешает. То есть, по сути, нам сейчас необходимо сделать следующее. Нужно принять подзаконный акт к этой статье 123 Лесного кодекса, который позволит заниматься лесоводством на тех заброшенных сельскохозяйственных землях. Да, нужно исключить лес из перечня признаков неиспользования лесных участков, земельных участков, и нужно дополнить
классификатор видов разрешенного использования земельных участков лесоводством. Кстати, вот по этому пути Китай пошел с 90-го года, Евросоюз пошел где-то там с 94-го года. Это реально позволит решить, еще раз повторю, экономические, социальные, экологические проблемы. Третий блок касается проблем загрязнения воздуха. Тезисно пройдусь по этому блоку. Росгидромет говорит, что до 90% городов российских превышение ПДК. Значит, коротко, кроме всего прочего, у нас еще и нормативы смягчаются. То есть у нас не очень хорошая ситуация, плюс смягчаются нормативы. Значит, ну, например, там фенолформальдегид смягчены там, в несколько раз предельно допустимые концентрации. Да, по метилмеркаптану в сотни раз. В прошлом году по канцерогенным веществам смягчены, например, по винилхлориду в 30 раз смягчены предельно допустимые концентрации. Когда Совет пытался разобраться, а в чем причина, да, то Совет, не просто там, скажем так, общественность, да, Совет не сумел получить, в том числе из профильных органов власти, объяснение, а что послужило причиной смягчения. Попытались использовать официальную методику и сделать расчеты, и получили следующее, да, что у нас значит, из 50 канцерогенных веществ для 29 ПДК, которые сейчас действуют, они превышают установленный уровень риска в десятки, иногда в сотни раз. Что, на наш взгляд, необходимо сделать? Необходимо сделать следующее. Во-первых, пошагово вводить непрерывный автоматический мониторинг качества атмосферного воздуха во всех промышленных городах, независимо от населения, плюс в городах, которые 100 тысяч и плюс населения. Необходимо, наконец-то, чтобы появилась четкая процедура информирования населения о качестве атмосферного воздуха в режиме онлайн и убрать вот эту вот ведомственную неразбериху и непонятно, кто за что отвечает. Да? И, конечно, необходимо, чтобы вот эти вот значит, критерии изменения предельно допустимых концентраций, они были прозрачные и объективные. Да? И необходим, конечно, публичный механизм утверждения вот этих вот изменений, чтобы можно было понять, на основании чего, на основании каких исследований смягчаются, например, предельно допустимые концентрации. Вот, это тезисно по вот этим вот проблемам. Я бы еще хотел бы про ту самую китовую тюрьму в Находке сказать. Владимир Владимирович, огромное спасибо, что вы приняли личное участие, и вот в начале ноября все узники были выпущены. Но не убрано то, из-за чего это все произошло. То есть это может повториться в любой момент. Значит, кстати, если я не ошибаюсь, недавно там 150 тысяч человек подписались под петицией Гордеева с просьбой внести законодательный запрет, чтобы это не повторилось в будущем. Но пока этого не происходит. В связи с этим предложение поручить правительству подготовить поправки в законодательство, да, устанавливающие запрет на вылов китообразных, культурных и оздоровительных целей и для продажи за рубеж. А поскольку у нас законопроекты готовятся иногда годами, то пока установить мораторий в вашем решении на вылов. Спасибо огромное. Я, в общем-то, тезисно закрыл. Единственное, что я хотел бы попросить вас найти возможность дать слово Ивану Засурковскому, члену экологического совета Санкт-Петербурга, потому что мы, наконец-таки, в прошлом году, начиная с нашего выездного заседания в Санкт-Петербурге, начали работать и по теме изменения климата. Если будет возможность, прошу вас дать возможность несколько минут Ивану Ивановичу выступить. Спасибо огромное. Владимир Владимирович, спасибо большое за возможность. Да, позвольте, я два слова просто отреагирую на то, что сейчас было сказано. Значит, ну, по поводу одноразовой посуды, пластика и так далее. Конечно, хотелось бы как можно быстрее. Это вопрос просто, ну, постепенно надо снижать. Ну, мы видим, что во многих странах, не во многих, а в некоторых странах начало происходить. Вот, и мы, безусловно, должны... Ну, 23 страны уже ввели в том или ином виде. Должны к этому идти, это я понимаю. Будем это делать. Нам нужно сначала внедрить наилучшие доступные технологии в крупнейших городах. Вот что надо делать. Ну, это просто горящая тема, просто горящая. Вот, ну и действовать аккуратно, чтобы не нанести ущерба промышленности. Но действовать нужно обязательно. По пищевым отходам точно можно делать. Значит, вот меня как бы
задела по поводу снижения ПДК. Вот Никто не знает, откуда это взялось. Такая загадка. Да. Владимир Владимирович, мы не смогли получить основания, да, хотя проводили специальное заседание, приглашали профильные органы власти, приглашали профильные институты. Основания снижения, смягчения, то есть повышения ПДК по канцерогенным веществам мы не смогли получить. Да, вот я вам просто привел примеры для быстроты, только несколько примеров. Да? Ну, вот, например, винилхлорид в 30 раз смягчили в прошлом году, мы так не смогли получить обоснование. Да? Их нету в доступе. Вот система должна быть здесь прозрачной, здесь действительно должна быть... Я посмотрю, что это за смягчение нормативов и каково, на чем оно основано, если оно действительно существует. Я обязательно посмотрю. Вот по поводу использования сельхозземель под лесоводство. Ну, можно и так, конечно, просто нам бы лучше их вернуть в сельхозоборот. Я имею в виду как раз и те, которые Минсельхоз и не планирует вернуть. Там, где экономически невыгодно сельское хозяйство. Лесоводство нормально, это на самом деле вид сельскохозяйства. И тогда мы в экономику вернем. Мне кажется, нормальное предложение. Мне кажется, нормальное предложение. Посмотрим, обязательно поручу правительству этим заняться. Но по поводу лесов и пожаров, вы сами сказали, 9 из 10 это рукотворного производства, так сказать, эти пожары. И надо с этим что-то делать. А что? Мы постоянно этим занимаемся. Каждый год массированная такая информационная кампания проводится. Все равно что делать? Владимир Владимирович, вот все эти темы мы в письменном виде гораздо более подробно, в том числе шагами, которые мы считаем нужно сделать. Ладно, хорошо. Спасибо большое. Что касается горящей Сибири, вы знаете, там наверняка вы должны знать, пожары возникают далеко, в том числе и очень часто, в достаточно далеко отдаленных регионах, добраться туда очень сложно. Там даже на самолете, вот если тушить с самолета, 700 километров в одну сторону. Потушить такой пожар, это хоть золотом его закидывай. 700 километров в одну сторону. У нас большая страна. Возникают естественные пожары от гроз, от молнии, еще от чего-то, от засухи. Но, тем не менее, все равно нужно думать на тему о том, как и там работать. Согласен. Пожалуйста. Владимир Ильич, еще раз благодарю вас за возможность. Если позволите, продлю то, что вы сейчас говорили про Иркутскую область. Я помню, вы давали поручение на прошлой нашей встрече, Сергей Александрович, чтобы по лесу были предложения какие-то конкретные. И когда мы были в Иркутской области, естественно, мы предельно серьезно этим вопросом занимались. Значит, что удалось выяснить? Ну, к сожалению, все-таки я боюсь, что отчасти наша активность могла стать тоже причиной пожаров. Потому что очень серьезная система коррупции на низовом звене, особенно, знаете, отдаленные регионы, вот это все, что рассказывают, значит, втихаря, без фамилий, так сказать, без источников. В Иркутске с лесом, да? Нет, вот просто мы ездили, вот Сергей Александрович, может, подробнее расскажет, мы ездили по разным объектам в Иркутской области, смотрели, где восстановление происходит, где пожары, там, где что, и параллельно общались просто с простыми инспекторами, кто занимается лесным хозяйством. Говорят, абонемент на вывоз любое количество незаконно вырубленной древесины стоит 500 тысяч в месяц. То есть, в принципе, вы можете договориться с полицией, и у вас будет хоть с мигалкой эскорт, любое количество древесины 500 тысяч в месяц. То есть, понимаете, вот вы говорите, вы тоже правильный вопрос ставите. Вот если 9 из 10 пожаров начинается от руки человека, ну, кто-то улики скрывает, там, кто-то еще что-то делает, мы все понимаем. Но, вы знаете, есть, может быть, я не то говорю, ради чего мне Сергей слово дал, я прошу прощения. Вот, но, знаете, в таких случаях только национальная идея. Вот мать природа, родина мать. Только если мы будем любить природу, и только если мы детям еще в школе будем внушать в качестве такого, знаете, как подхода просто, кто мы русские? Ну, мы те, кто природу любит. Мы последние индейцы на планете, может быть. Понимаете, вот эти все наши народы, они же в других странах покоренные, а у нас у них республики. Мы уважаем, что они природу считают священной и так далее. Это очень серьезные вещи. Я просто прошу прощения, что я, может быть, делаю такие наглые заявления, что вот национальная идея такая, вот она простая, понятная. Но мне кажется, это нам всем очень близко, и это то, вот сейчас поляризация происходит в обществе, обострение. Я считаю, что это как раз следствие того, что у нас у всех есть такой, знаете, скрытый невроз, потому что как животные чувствуют приближение бури или приближение каких-то проблем, также мы все подсознательно реагируем на изменение климата.
очень сильно меняется климат. В докладе Санкт-Петербурга, я сейчас вошел в экологический совет, я очень люблю этот город, очень красивый, вот, и приятный. И в 2017 году было, значит, я с удивлением обнаружил первый климатический доклад. За 30 лет температура среднегодовая выросла на 1,5 градуса в Петербурге. Вот, как сказать, вот крест даю, да? Нет, я вам клянусь, я вам привезу доклад, у меня с собой нет, я вам клянусь. Хорошо, покажите. Готов, так сказать, к последствиям в случае, если... У нас в России темп роста температуры самый большой в мире. Темп. Это точно. 2,5 градуса больше. Но это темп. Вот абсолютное повышение на 1,5. Насколько? 1,5 вы сказали? На 1,5 градуса за 30 лет. Петербург. Я готов... У меня, значит, 1 месяц, когда не повышается температура, это январь. В январе стало холоднее на 1 градус. Летние месяцы стали теплее на 1,8 градуса. Просто для меня это первый раз было важно, потому что я нигде в официальных документах наших просто не видел этих вещей раньше. И я тогда серьезно стал этим заниматься. Я не эколог и не ученый, который занимается, я ученый по коммуникации. Я поэтому замечаю, когда, знаете, идет сбой матрицы. И вот я вижу, что каждые 5 лет пессимистическая модель климатического развития становится оптимистической. То есть каждые 5 лет люди говорят, как самый оптимальный сценарий, тот, который 5 лет назад они называли самым кошмарным. После этого мне эта тема стала очень интересна. И я обнаружил, что во всех странах, ну не то, что во всех, вот в Америке, я вот Сергею Александровичу сегодня принес национальный климатический доклад Соединенных Штатов. Очень подробное исследование. Теперь, почему я об этом говорю сейчас и почему Петербург? Вы знаете, что предусмотрена у нас так называемая регуляторная гильотина. Значит, лишнее все мы планируем избавиться. Сейчас уже многие есть такие шумы, что, может быть, АВОС уберут, вот эту оценку воздействия окружающей среды и прочее. Ну, то есть шум пошел, как обычно. Вы хотите одно, а система делает немножко другое, потому что там у одного одни интересы, у других все договорились, как бы, ну, как обычно. Ничего такого. Вот. Но к чему я клоню? Что нам все-таки необходимо национальное климатическое исследование, которому вы в том числе могли бы доверять. Потому что я не понимаю, исходя из чего вы должны принимать решения. У меня, допустим, есть интуиция, но на своем уровне я, значит, интуицией своей могу руководствоваться. А если мы с вами должны решить, вот какой жизненный цикл, оставшийся у города Петербург, 10 лет, 30 или 50, то, может быть, вообще, как понимаете, может оказаться, что у нас вообще игра на время идет. Может быть, каждый рубль, который мы на уголь тратим, может быть, это мы день у Петербурга отнимаем. То есть вот эти вещи, это нельзя так говорить. Можно говорить так, когда есть исследования, когда ученые занимаются. Поэтому я поговорил с Николаем Михайловичем Кропчевым. Он, вы знаете, очень хорошо к вам относится и очень уважает вас. И хочет быть полезным тоже. И мы бы хотели на базе Санкт-Петербургского университета, если это возможно, с привлечением МГУ, Высшей школы экономики, академических институтов, сделать доклад климатический, национальный, которому вы могли бы доверять, который был бы основан на реальных фактах. И мы бы хотели, чтобы у нас была возможность в режиме реального времени мониторить прогнозы по климатическим моделям, которые есть, чтобы смотреть, какие совпадают, какие не совпадают. Я не к тому, что завтра какую-то революцию устраивать, но мне кажется, что вот этот невроз, когда мы не признаем то, что меняется климат, а я в Москве вырос, у нас раньше не было ураганов. У нас ураган первый вот в 98 году, я помню, такой крупный. У нас каждое лето теперь ураганы. Вы знаете, у нас даже в Москве теперь затопление идет. Может быть, можно, конечно, Собянина ругать во всем, но я считаю, что климат меняется тоже. И мы, понимаете, когда люди чувствуют вот эти необъяснимые изменения, у людей начинается невроз, вот это как истерия. Люди начинают врагов там видеть где-то, там, друг друга обвинять в чем-то. А может быть, просто температура в комнате растет, и люди немножко начинают нервничать. Я бы хотел, чтобы у нас, Владимир Владимирович, была в мире позиция лидера. И по вопросам изменения климата мы можем сделать больше для нашей планеты, чем все остальные, может быть, даже вместе взятые. Если бы мы всерьез могли этим заняться. А для того, чтобы заняться этим всерьез, очень важно, чтобы вы могли иметь информацию, которой вы можете доверять. Поэтому я вас очень прошу, вот не откладывать этот вопрос, давайте внесем ясность, и в том числе давайте проанализируем риски. Можно вот последнюю я скажу вещь. Когда мы анализируем риски, обычно вот люди, как западные, устроены,
У них жизнь простая, предсказуемая. Они смотрят примерно линейный процесс. Да? Температура, вот как она растет, так она и будет расти. У нас в России другой опыт жизненный. Мы знаем, что когда проблемы приходят, начинается с ерунды, а заканчивается тем, что вообще всех святых выноси. Поэтому, мне кажется, мы больше приспособлены к тому, чтобы понять, как работают каскадные эффекты. Если вдруг взорвется какая-то огромная, не знаю, вот наша торпеда 200 мегатонн, может быть, там такой кусок льда с Антарктиды сползет, что у нас по всей планете будет цунами, и одномоментно может вода подняться на 25 метров, а не то, что на 3 метра к концу века, или там на 10 метров к 50-му году. И вот эти все вещи, нам бы риски тоже посчитать, потому что, может быть, мы бы с вами успели что-то сделать, может быть, мы бы Фукусиму не сделали там, лишний раз еще одну. Понятно, японцы-то уже не справятся, уже нельзя будет все равно там жить, там все радиоактивное будет потом. Они не смогут эту воду обеззаразить, там все равно они испортили уже очень много. И опасность, например, подъема уровня воды, она состоит не только в том, что кто-то где-то затопляет. Природа действительно меняет уровень воды периодически. Опасность в том, что, как в Петербурге, у нас там, например, свалки, где ил жгут. Знаете, да, как очистка. Ну, вы все знаете про Петербург. Ну, они же прямо на уровне воды практически. Они прямо по заливу стоят, эти илосжигатели. Да, от этого отказываются сейчас. Красный Бор. Я знаю, что вы ускоряете это все, я знаю. Но вопрос в том, достаточно ли быстро. И вот эти все вещи мы только при науке можем решить. И только если эта наука может быть открытой, мы сможем не только вас убедить или сами в этом разобраться, но и общество все. Мы сможем консолидировать по-настоящему. Понимаете? Потому что это гармонизирует. Это общая наша задача, это общая наша тема. И в этом, знаете, это больше, чем Великая Отечественная война будет, я вам клянусь. Но в этой войне мы все будем на одной стороне, потому что природа не берет ни пленных, ни заложников, ничего. И если какие-то события, а в мире уже люди изменили отношения, вы знаете, вы часто высказываетесь об этом. Но вот это изменение отношений в мире, оно тоже уже стало материальным, реальным фактором. Не знаю уж, как оно соотносится с климатическими моделями, но это нам нужно, мне кажется, с вами разобраться в этом. Вы согласны? Спасибо большое. Извините, как вас зовут? Иван Иванович. Иван Иванович, значит, ну, во-первых, вы предложили нам признать, что меняется климат. А, собственно говоря, никто и не спорит с этим. Мы признали это. Климат меняется. Вопрос, у нас нет ясного ответа на вопрос, почему он меняется. И является ли это просто среднециклическими изменениями, изменениями более длительного цикла, или это кардинальные изменения, связанные с антропогенными выбросами в результате деятельности человека. Но в любом случае, даже если у нас нет окончательного ответа, а там могут быть просто, есть мнения по поводу того, что в космосе происходят там какие-то сдвижки на 1 миллиметр, и отражается уже на России, и на всей нашей планете. Но мы признаем, что он меняется. И первое. Второе, мы в значительной степени являемся лидерами. Во-первых, у нас больше возможностей влиять на сохранение климата, потому что у нас больше всего лесов. И мы вот, если будем бережно к ним относиться, как Сергей Александрович предлагал, то у нас это лидерство по определению сохраняется. Но дело не только в наших конкурентных преимуществах, имея в виду огромную территорию и сибирские просторы. Дело еще и в том, что мы предпринимаем для этого определенные шаги, которые раньше не могли предпринять. Вот это касается, например, использования наилучших доступных технологий в промышленности. Но не могли мы раньше этого делать. Вот кто говорит, надо было раньше, надо было, но не могли, потому что у нас все развалилось, во-первых. Во-вторых, денег никогда не было на это. В-третьих, кризис один за другим. Причем не по нашей вине. Допустим, кризис 2008 года, а мы там планировали к этому времени уже внедрять эти наилучшие доступные технологии. Нет, пришли представители промышленности и говорят, если мы сейчас это сделаем, предприятия будут закрыты. 1000 людей на улице. Ну что делать? Пришлось перенести, отложить, сместить вправо по графику, что называется. Сейчас у нас и деньги выделены на это, и законы приняты, и все это начинает работать. Это во-первых. Во-вторых, имея в виду это обстоятельство, мы взяли на себя в рамках вот, известного всем Парижского соглашения обязательства большие, чем другие промышленно развитые страны. Совокупно страны Евросоюза взяли на себя обязательство сократить, там, по-моему, на 40%, а мы на 60%.
от одной и той же даты, где-то 91-го года, по-моему. Понимаете? Поэтому мы в этом смысле, мы не просто идем в тренде мирового, так сказать, движения в сторону поддержания экологии и кризиса, а мы даже в чем-то на шаг впереди. Но это не значит, что мы все сделали. У нас внутри огромное количество проблем подобного рода, и мы должны сделать еще больше. И, разумеется, в этом смысле и в этой связи мы должны опираться на достоверные, на научные проработки. Они, безусловно, востребованы. Мы и сейчас это делаем. Все-таки же мы не пальцем в небо все время тычем и смотрим, там есть облака или нет. Мы все-таки все эти решения принимаем после соответствующей проработки и после консультаций и совместной работы с научным сообществом в этой сфере. Ваши усилия, безусловно, будут востребованы. В этой связи хотел бы еще одну подчеркнуть. У нас самая зеленая структура энергетики. Самая зеленая, потому что у нас большое количество в структуре этой, это гидроэнергетика, это атомная энергетика, которая не дает таких отходов, как углеводороды, и большое использование газа. И мы будем это все увеличивать, сокращая антропогенные выбросы. Но, к сожалению, если я не прав, то вот коллега Ясин меня поправит, больше всего сегодня из углеводородного сырья сжигается чего? Угля. Больше всего. И вот если мы будем переходить на современные углеводороды, а таким, безусловно, современным, мы внутри страны больше будем его использовать, как газ, в том числе для газомоторного топлива, но вот мы будем двигаться в нужном направлении. Очень важная тема, будем вместе с вами работать. Александр Николаевич, пожалуйста. Я хочу начать с хорошего и передать вам вот этот вот журнал «Сеанс», журнал, который создан, лучший журнал по кино и по исследованию современной культуры, лучший журнал в мире. Его создают в Санкт-Петербурге группа молодых издателей, молодых журналистов, исследователей во главе с Любовью Аркус. Я дважды выдвигал ее на государственную премию и дважды, к сожалению, проигрывал. Это выдающийся совершенно коллектив, но почти не поддерживается нашими государственными органами. Я член 4 комиссий и выступаю от комиссии по культурным правам с таким, может быть, странным названием, но суммируя как-то вопросы, наверное, по прочим комиссиям. Комиссия по культурным правам самая неполитическая в Совете, но, по-моему, самая важная, на мой взгляд. И армия может проиграть, и государство может рухнуть, и только культура никогда свой народ не предаст. И это культурные права в конечном счете. Войти в Совет по правам человека я согласился, опираясь на то, что несколькими годами ранее вами был подписан важный для меня документ «Основные принципы развития культурной политики». Это документ, который включает абсолютно принципиальные, абсолютно все болезненные и важные и болезненные вопросы, и вопросы направления развития культуры. И я, конечно, сразу понимал, что мы будем иметь дело с региональной и федеральной властью, работая здесь. Комиссия работает в этом Совете. Комиссия собиралась в Петербурге и в Москве. Несколько вопросов, которых мы касались. Судьба толстых литературных журналов. Определение судьбы музея Набокова в Петербурге. Вопросы авторского права в кино. Необходимость введения изменений в федеральные законы по культуре. Запреты показов, проблемы запрета показов фильмов в России. Отсутствие внятной политики государственного телевидения в отношении молодого кино. Отсутствие квот на рекламу, на даже саму информацию о событиях в культуре и в киноотрасли, и в театральном деле на именно государственном телевидении. Усилий канала «Культура» и даже интернета явно не хватает. Остро звучит проблема градозащиты, этим мы тоже занимались. Сокращение общественных пространств во всех городах и враждебное отношение к градозащите со стороны чиновников
всех уровнях, насколько я понимаю, во всех городах. И, к сожалению, к большому, я очень удивился, что даже в Москве по отношению к градозащите гораздо тяжелее, чем у нас в Петербурге. У нас есть диалоги с властью постоянно, начатые при Валентине Ивановне, и это была принципиальная и важная работа. Создавались целые группы общественные. Сейчас, к сожалению, стало гораздо хуже, но то, что по всей стране отношения градозащиты и администрации разного уровня, конечно, просто никуда не годятся. И в этом смысле я часто вспоминаю Олега Константиновича Руднова, которого любил и которому благодарен за все, что он для меня сделал в профессиональной области, по-человечески. И нам в Петербурге такого человека не хватает сейчас. Мы также думали, разговаривали, обсуждали проблемы культурной политики и администрации нашего города, Петербурга. В 2020 году в петербургском бюджете не будет средств на новые постановки в детских театрах, в драматических театрах, музыкальных театрах, не будет средств на гастроли, сокращается количество фестивалей, которые надо финансировать. И это в культурной столице. Обращаю внимание, что в бюджете культурной столицы, в расходной части бюджета, расходы на культуру составляют всего 2%. Зачем нам такая культурная столица? Является ли она таковой после этого? Мы знаем, что происходит решительное сокращение в вузах бюджетных мест. В том числе, например, вот в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения, который так не любит Министерство культуры, и где вот мне приходится сейчас вести режиссерский курс. Расходы на одного бюджетного студента в ВГИКе 314 тысяч рублей, а в Институте кино и телевидения в Санкт-Петербурге 8 тысяч, в 40 раз меньше. И ни копейки не выделяется на техническое оснащение этого вуза, не хватает транспорта и так далее, и так далее, и так далее. И опять повышается цена за образование, за обучение. И я вынужден призвать вот руководство моей страны сейчас здесь отменить плату за обучение в первую очередь на факультетах художественных и творческих, на факультетах художественных вне зависимости от того, первое, второе или не знаю какое это образование. Иначе мы нарушаем незыблемое в Конституции. Не должно быть имущественного и социального ценза. А это как раз и есть символ существования этого ценза. Никакие шукшуны, никакие бондарчуки не появятся, потому что мы сразу ставим запреты на получение этого особенного изысканного художественного образования для людей, у которых нет этой вот экономической базы. Вообще Россия без доступного образования и просвещения при десятках миллионах пребывающих в бедности, вот мне как гражданину не нужна. Только развитие культуры, только развитие просвещения может постепенно менять внутреннюю ситуацию. И мы знаем, как много сейчас у нас происходит разных конфликтов, которые как раз во многом строятся на том, что не дорабатывает культура. После обсуждения в комиссии мы направляем в учреждение столоначальникам наши прошения от Совета. 30 дней они рассматривают и сообщают: ваше прошение рассмотрено, наше мнение другое, идите гуляйте. Совет может только рекомендовать, и, как мы все знаем, не имеет специальных полномочий, и его решение, в общем, можно так не учитывать. Чиновный люд это очень хорошо знает. Совет надо или распускать, или наделять все же какими-то особыми новыми качествами и особой новой ответственностью, конечно. Нельзя недооценивать могущество чиновного класса в России. Миллионы этих людей уже обучились водить хороводы вокруг президента, и мы видим это, как это происходило в Иркутске, да, когда вы 3 или 4 раза там были, а до сих пор там живут люди в разрушенных домах и просто в холодном климате. Чиновные решения часто вызывают у людей отрыбь от бездарности, отсутствия воли, страхом перед принятием самостоятельного решения. Откуда это в этих людях, я не могу понять. Может, вообще пришло время нам придумать новую Россию, заново придумать Россию. Вот что такое происходит? Осмыслить старые федеративные сталинские каверны, отпустить на вольные хлеба всех, кому не нужна Россия и наша культура, перестать оплачивать необузданную пассионарность Кавказского сектора, переосмыслить статус звания Героя России. Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ним Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают? Политические вопросы чеченских ситуаций, на мой взгляд, не осмысленны. Что это было? Освободительная борьба или это был мятеж?
никакой дискуссии политической на эту сторону, на этот счет не идет, а это очень-очень серьезная, больная проблема, которая касается не только Чечни, но, конечно, всего Северного Кавказа, где развитие работы с молодежью, развитие культурных процессов практически не идет. Это мы видим. Ко мне неоднократно обращались жители Ингушетии. Народ, зажатый между жесточайшим чеченским сектором и осетинским государством с уймой незалеченных военных ран, кажется, просто умирает. Многие пользуются неагрессивностью, неагрессивным характером этого народа, как мне кажется. Все, что я говорю, конечно, совершенно субъективно. И о реакции каких культурных прав, о реализации в Ингушетии можно говорить сегодня. Кино нет, театр нет, телевидение нет, пресса нет. Активные ингушские граждане находятся в заключении. Почему? На основании какой политической логики? Какая-то кривая логика. Почему нельзя разговаривать? Почему просто нельзя разговаривать с людьми? Некоторые молодые люди на Кавказе мне говорят: начнете воевать с НАТО, мы на вашей стороне воевать не будем. У нас есть горы, у нас есть зеленка. Это и шутка, и не шутка. Мне кажется, что вообще существует и который принципиальный кризис федеративности, как мне кажется. Думают об этом специалисты или не думают. Я вспоминаю разговор с Борисом Николаевичем, когда он мне рассказывал, что когда он собрал молодых специалистов, которых он вводил в руководство страны, и дал им поручение конкретное по разработке новых моделей, как в новом государстве надо работать и что можно сделать, дал какое-то время, они пришли к нему и с пустыми руками. Он говорит: Шостакович писал музыку, не исполняли. Вы писали, снимали фильмы, ваши фильмы запрещались, Солженицына запрещались. Вы работали в стол, и спасибо вам за это. А почему ученые люди, почему люди, у которых в руках интеллект, систематика какая-то, почему они не смотрят вперед? Или мы ничего не знаем по поводу того, как нам быть с построением государства? От многих государственных деятелей, в том числе занимающих посты, я много раз слышал: федерация, а она есть? Я говорю, вам, наверное, виднее, с моей точки зрения, как русского человека, есть и необходимо. Может быть, в какой другой форме, есть и необходимо. Мы вот сейчас обсуждаем часто ситуацию с Архангельском, и мне, как просто жителю Петербурга, просто стыдно. Когда Ленинград пребывал в муках блокады, русские северяне, архангелогородцы, сами замерзая и голодая, принимали наших беженцев, делились. Голод в Архангельске был не меньше, чем в Петербурге. Голод в Архангельске был не меньше, чем в Петербурге. Пришло время отдавать долги, но, на мой взгляд, я хочу призвать вас, господин президент, как ленинградца, защитить архангелогородцев от унизительного намерения московских людей, торопливо и бесстыдно мыслящих. Может быть, вообще определить какое-то время решительного экономического вмешательства в жизнь Мурманской области, Архангельской области, Вологодской области, навалиться всеми силами, строить дороги, не позволять сокращать медицинское обслуживание, расширять учреждения культуры, строить стадионы, строить новые вузы. То, что там происходит, это просто горько, горько и горько. Последнее. Был тревожный год, на улице вышли тысячи людей, многие из них ранее сидели по домам, но вышли. Молодые вышли. Если они вышли, значит, что-то не так. И мы все прекрасно понимаем, почему они вышли. Отсутствие внятного, систематического, политического диалога людей из разных мест, разного возраста, по разным темам, причиной тому. Но почему-то наше государство решило политический диалог перевести в уголовную геометрию. Почему? Я этого не понимаю. Не понимаю этого. Это ошибка. Государство не смотрит в лица молодых людей. Больше в спину, а то и ниже. Руководители должны осознать, что для русской молодежи есть два самых важных понятия. Красота и справедливость. И еще любовь и ответственность. Это я точно знаю, как человек, который преподает в ВУЗе в Российской Федерации. Я их хорошо знаю и люблю этих людей. И я хочу обратиться к вам, Владимир Владимирович, с просьбой: проведите встречу с теми самыми людьми, некоторые из которых сейчас уже сидят в заключении,
кто-то еще находится под следствием. Вот с теми двумя парнями из ростовского дела, которые сели на 6 лет строгого режима за пикеты, требующие от администрации города разобраться в расселении людей после пожара. Да? Владимир Емельянов, Никита Черков, Егор Жуков, Павел Новиков, Егор Лесных, Александр Мыльников, Максим Мартынцов. Эти люди не на свободе. Эти люди не на свободе. Поговорите с ним подольше, поговорите подробно обо всем. Я считаю, что они особенные, эти люди. Они просто особенные. С ними нужно начинать говорить, не отворачиваться, говорить на равных. Вы говорите с миллионами людей, с тысячами людей на равных. Пригласите их всех, напоите чаем. Вот просто пусть они вам скажут все, что они думают. Я просто умоляю вас об этом. Они радеют за Отечество, и ничего другого, кроме интересов страны, на самом деле у них нет. И, конечно, надо прекратить вот эту репрессивную форму взаимоотношения с молодыми людьми. Наша правящая партия никак не занимается политической практикой взаимоотношения на местах. Мы это даже по Петербургу видим. Ни на одном митинге, ни на одной демонстрации, ни на одной общественной акции по градозащите мы никогда не видели представителей ни нашего парламента городского, за исключением оппозиционеров, ни представителей администрации, где есть целый департамент по работе с молодежью. Но, соответственно, мы никогда не видели представителей правящей партии. Это как? Хотим мы того или нет, мы все равно уйдем, а они все равно останутся. Извините, если это было слишком эмоционально и, наверное, Александр Ильич, мы с вами очень давно знакомы. Я целенаправленно, сознательно дал вам слово. Я хотел послушать ваше мнение по тем вопросам, по которым вы выступили. Я не сомневался, что вы будете об этом говорить. Мы же с вами много лет друг друга знаем. Вы упомянули даже нашего общего друга, родного Олега, который ушел недавно из жизни. Мне тоже, так как и вам, мне жаль. Его не хватает, Да, я понимаю. Вот, значит, теперь по существу. Начнем с таких вот вещей заметных, чувствительных. Вы сказали об активности людей, которые выражали свое мнение различными способами, в том числе и в результате публичных уличных протестов. Я вам хочу сказать, и мы с вами это видим. Да во всем мире это происходит. Чем мы здесь отличаемся? Посмотрите, что во Франции сейчас происходит. А в США что происходит постоянно? В других странах. Владимир Владимирович, но наши молодые люди никогда не мародерствуют, ничего не рушат, не сокрушают. Они не жгут магазины. Они отличаются пока еще известной деликатностью. Да. Вот да. вы сейчас правильно сказали. Пока еще я не ошибся. Да. Вот. Александр Николаевич, мы с вами мы так, бывает у нас так редко, но происходит, мы с вами с глазу на глаз иногда дискутируем. Но просто здесь другой формат, и я попрошу вас дать мне возможность высказаться. Значит, вы правильно сказали, пока еще. Вы знаете, в чем дело? Вот здесь коллега тоже выступал, говорит, что там, не помню, по-моему, коллега Резник сказал, бросил там какой-то пластиковый стаканчик в представителя органов власти. Бросил – ничего. Потом пластиковую бутылку – опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого. Все имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможными, доступными, но законными средствами. Вот в чем все дело. Вот в этом все дело. Значит, безусловно, надо поддерживать всех тех, кто с любовью и ответственностью, вы же сейчас об этом сказали, относятся к родине. И в среде людей, которые выражают свои протесты, много таких людей, которые искренне, я с вами полностью здесь согласен, искренне хотят изменить ситуацию в тех или иных сферах нашей жизни к лучшему.
Вот вы несколько слов сказали и о Кавказе. Это тонкая сфера, чрезвычайно тонкая. Там и безработица еще большая, очень, особенно среди молодежи. И много других проблем социально-экономического характера. И как производное положение в обществе, значит, положение людей, там, особенно молодых людей. Можно ли придумать Россию заново? Значит, Василий Иванович, мы вас все любим, и я тоже. Ваше творчество, оно замечательное. Можно ли какую-то страну придумать? Можно, Россию можно. Вы думаете, она чем-то отличается от других? Ради Бога, за настойчивость, простите. Вот Россию можно. Вот знаете, мы в пути. Да. Мы в пути. Вот есть такой человек в нашей не так уж давней истории, господин Ульянов. Он же старик, он же Ленин, у него там еще какие-то клички были. Вот он придумал. Теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли про то, кто там лежит в земле. Вот он напридумывал. Вот он создал структуру государственную, заложив мину под российскую государственность, которая складывалась 1000 лет. Ну, придумал. Значит, я сейчас не буду в это вдаваться. У меня есть своя точка зрения на этот счет. Сейчас не место и не время как бы излагать. Я, может быть, как-нибудь поподробнее изложу. Значит, мы должны опираться на то, что у нас есть и было. Мы должны опираться на русский народ, который тоже, это сложно составляющее понятие русский народ. Вы сказали русские, какие русские. Не было до IX века практически никаких русских. Он складывался постепенно из многих этносов, прежде славянских, но не только, из угрофинских, из других и так далее. А у нас вот на юге, значит, в Каганате там всех евреями называли. Они вообще этнические евреи или нет? Есть мнение, что евреи разъехались, значит, по территории Европы, так? И это совсем не библейские евреи из этого самого, от Синая. А это этнические люди, не имевшие никогда никакого отношения к еврейству. Они просто исповедовали иудаизм в Каганате, который находился на берегах Азовского и Черного моря. И это тоже наш этнос, который русский народ все это впитал в себя. Это естественное развитие, помешать которому невозможно. И не нужно, но нужно, опираясь на все, что нам досталось из пластов этой нашей истории, глубокой, очень интересной и содержательной, конечно, анализировать, выбирая лучший путь развития на ближайшую перспективу, среднесрочную и на историческую. И мы, конечно, можем это сделать, опираясь на наших людей, которые искренне, но ответственно относятся к нашей Родине. Можем мы ли это сделать? Можем. Как? А вы предложили вести диалог. Ну, правильно, конечно, обязательно надо вести диалог. Но нужно ли вести диалог, которые по приговору судов оказались в местах лишения свободы? Они тоже наши граждане, и с ними тоже нужно знать их позицию, надо общаться с ними. Я согласен здесь. Но есть какие-то правила. Они установлены ведь не только в нашей стране. Вот посмотрите, вы упомянули про эти акции протеста. Я прекрасно отдаю себе отчет, что там очень много было приличных людей, которые, столкнувшись, на каждом шагу можно столкнуться с несправедливостью. Ну, так устроено почти каждое государство. Поезжайте в те же Соединенные Штаты или в Европу. На каждом шагу там еще круче, чем у нас, эта несправедливость прямо фонтанирует, понимаете, из-под земли. Ну и что? Есть правила там определенные по проведению тех же публичных акций. Знаете, какие? Вот почти во всех европейских государствах за нарушение правил проведения уличных манифестаций или проведение этих акций без разрешения предусмотрено уголовное наказание, связанное с лишением свободы. В некоторых странах, вполне демократических, в Великобритании 5 лет, в Швеции 10, в США 10. Неплохо. Значит, хорошо это или нехорошо? Вы понимаете, есть определенные правила, которые вырабатываются на основе
практике их применения. Вот во Франции не было этого. Страна столкнулась с тем, что мы сейчас наблюдаем, ужесточает эти меры. Ужесточает. Я хочу опять вернуться к тому, что вы сказали о Кавказе. Очень тонкая вещь. Чеченский народ пострадал от тех, кто выдумывал новую Россию, так же, как многие другие народы Кавказа. Не кто-то, а конкретные люди воспользовались этой исторической памятью о несправедливости, начали внедрять свои собственные идеи и подталкивать их для того, чтобы воспользоваться этим, использовать чеченский народ для разрушения нашей страны, России. А слава Богу, хватило ума, здравого смысла, чувства самосохранения у самого чеченского народа, у многих других народов России, для того, чтобы мы прошли через очень тяжелые испытания, но все-таки вышли из этой кровавой истории. И если кто-то из них, вне зависимости от служебного положения, встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь, он достоин того, чтобы называться героем Российской Федерации. И наоборот, если тот, кто что-то сделал хорошего, но начинает нарушать наши законы, начинает корежить жизнь, мешать людям или создавать для них проблемы, несовместимые с пребыванием в обществе на свободе, значит, придется применять к ним определенные меры. Но все хорошо в эту самую меру, все хорошо при одном условии. Если чувствовать, понимать, что в обществе происходит, и со всеми людьми вести диалог. С этим я с вами полностью согласен. Но мы с вами еще неоднократно встретимся и поговорим. Продолжение можно буквально? Владимир Владимирович, позвольте, просто вам неудобно, время уже поджимает, и, Владимир Владимирович, следующая встреча с нашими коллегами, уполномоченными по правам человека. Из регионов, да. Я, Владимир Владимирович, не могу вас прервать, но вот я предупреждаю, коллеги, давайте мы будем сворачивать. Неудобно перед президентом и перед коллегами. Владимир Владимирович.